السلام عليكم ورحمة Ekran bыстро настроить. Никому дела и нету до ингушей. Главное, чтобы они не называли и не оскорбляли. Тут речь не об ингушах, речь идет о нарнийцах. А нарнийцы это не ингуши. Нарнийцы это как раз такие. Так. Сейчас. Это люди, которые оскорбляют наш народ. Но каждому свое. Вот. И... Ладно. Наверное, люди потихонечку подтянутся. У нас сегодня... Еще раз посмотри ролик и все поймешь. Да. Дальше. Так уж потихоньку на том канале, где мы делаем посты, я всем сообщил. Тот, кто заранее отправил запрос, будет в эфире. Кто не отправил запрос, когда ты станешь депутатом? Походу, я уже стал депутатом, поскольку нордейцы бедные плачут, там фотографии мои вырезают везде, там, где я сфотографировался, которые я выставил у себя на странице, переживают так сильно. Ну да ладно, нет худа без добра. Тупицы не понимают, что они тем самым делают мне только рекламу. Если даже столько людей раньше не подходило и не приходило ко мне на аккаунт, то сейчас, как говорится, даже те, кто никогда и не знал о моем канале, все больше и больше начали приходить, общаться. И когда они узнают реальность ситуации, они начинают говорить совсем по-другому. Ну, дабы, как говорится, нет худа без добра, все будет хорошо, да, иншаллах. Будем стараться, будем трудиться. Пока не стал депутатом, пока вот свободный, как говорится, свободный блогер. Так что спасибо, конечно, за пожелание, но вот такое ответ. Башлам, ты станешь министром культуры Ингушетии? Нет, Башлам, если бы тебя избрали главой Ингушетии. Не думаю, что стану. Ладно, не будем об Ингушетии, оставим несколько вопросов, которые по ответам у нас активизировалась деятельность, работа. Да, абсолютно верно. Деша Дебадаха. Верно. Такое именно есть Зурзук. Последние дни очень сильно мне начали поступать. Башлам, не едь в Ингушетию, тебя могут навредить. Я-то знаю, что ты не оскорбляешь ингушей, но многие думают иначе. Ну, что поделаешь, многие... Ничего, алхамдулилlah. Многие, конечно же... Если мне нужно будет поехать, я поеду, но пока, по крайней мере, за все мои 30 с лишним лет ни разу не нужно было туда, незачем было ездить. Хотя сейчас многие приглашают приехать, пообщаться, но дружить многие, родство предлагают, поэтому каждому свое, как говорится.
Вот. Ну, все понемногу, как говорится. Ой, таннахумнах, Аллаху Акчунах. Таннахумнах пьешь, свой парад, думу, аду. Нет, Бузуртанов не звал. Башлам закипаем. Алейкум ассалам. Ютубовские вежри. Только вот когда говорю правду про ингушскую историю, ты выкидываешь, хотя не оскорбляю, так нельзя делать. Честно сказать тебе про ингушскую историю я и не обсуждаю здесь уже. Мне это не интересно. А мне почему? Потому что дело в том, что мне приходится отвечать на какие-то моменты, которые, если на официальном уровне есть какие-то даже недоговоренности, недоработки, что можно говорить о простых блогерах. Само собой, ты можешь сказать, там, ну, приблизительно заявить, что кисты или дзудзуки были только ингушами. Само собой, мне нужно ответить, мне нужно довести аргументы. Когда я привожу аргументы, фактически получается, что кисты дзудзуки это общее название чеченцев и ингушей, а получается, что ингуши это такие же чеченцы, ну, в позднем периоде отколовшиеся. Или отделившиеся, или разделившиеся. А многие ваши это воспринимают, как будто бы, вот, он сказал, что нас не было, нас, ну, это не я говорю, еще раз. А когда вы сводите любую информацию к тому, что вот, если Русик говорит, значит это правда. Он же все приводит по фактам. Нет, выдергивать из контекста и говорить так, как в себе угоду, это уже не является трактовка или цитата какого-то текста. Поэтому Ахриус Маалер нету никакой истории. Поэтому здесь, если бы задавались и шла бы тематика чисто по нашему вопросу, если наша общая история, я бы тебе ответил. А так, передергивание, затрагивание, это мне не настолько интересно, честно скажу тебе. Меня интересует больше своя история. Вот сегодня я час тому назад загрузил информацию, уже и итальянская. Я надеюсь, что это так. Итальянская Википедия начала выкладывать информацию о том, что, насколько я понимаю, предками этрусков являются представители нашего народа. Я надеюсь, что эта информация достоверна. В любом случае, просмотры очень большие у этого ролика. Закинули буквально сегодня. Получается 9000 просмотров. Это неплохо для первого дня. Алейкум ассалам. Башлам, я в директ писал тебе про камень в горах Ингушетии, где молились ингуши. То есть делали намаз. Там даже следы от намаза остались тысячелетиями, а вы говорите, что ингуши были язычниками, что скажешь? Ну, я скажу, что ты врешь. Хорошо, не ты. Давай скажу так, чтобы тебя не обидеть. Твои догадки не являются ничем подтвержденным. Могу тебе объяснить. Они не могли молиться тому, чего не было. Тысячелетиями быть ислам не мог, понимаешь? Ты сам себя хоть, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Какими тысячелетиями ты говоришь? Собой христианство тоже подразумевает монотеизм. Но по христианству тоже это 2000 лет.
тысячелетиями, это уже как минимум там должно быть 3-4 тысячи лет. Ну, ты вот понимаете, вот в чем ваша абсурдность. Когда я начинаю говорить, вы заходите, начинаете говорить, вас пух и прах разносят, потом согони гошт адверска. Ладно, сейчас я вернусь, буквально минуту, подождите. Так, вот, по поводу этрусков, все пророки были в исламе и людей призывали. Ладно, мы не будем сейчас углубляться в религиозную тему, ни ты, ни я не являемся специалистами в этой области. Конечно, все пророки были монотеистами, и тут никаких сомнений нету в этом. И на сегодняшний день первый донат прислал брат Асламбек. Асламбек дал духу ахуайл. Болдисна кезашка сода қил дал сейдуайла дал саудуайла да я этинил доната. Вот, что касается этрусков, информация как раз таки очень интересная. Говорилось об этом много, писалось об этом много. Сейчас, минуточку, сейчас одну книгу возьму. У нас без разницы, кто ее закинул, ежели. Главное, что оно есть, и главное, что мы можем им поделиться, показать, если это не от нас. Как же мне нравится то, что сделал книгу Лечи Ильясов. Это просто не передать. Это такой, конечно, кайф. Сейчас я хотел один момент посмотреть. Литература. Хотел проверить один момент. Так, жилые башни, замки. Исторические области Чечни. Оружие, жилые замки. Неолит, Майкопская, Аланская. Так, сейчас. Ремесла. Вот. Есть книга Муслима Мурдалова у тебя. У меня есть одна книга Муслима Мурдалова, кажется, про имамат Шамиля. Одна книга, он мне ее... мне подарили ее в любом случае от него. Какую ты именно имеешь в виду? Так, в ютубе видео забег в горах Ингушетии. Так, дальше. Дальше. Что у нас? Башлан натовский символик шмаювай. Это футболка такая. Так вот, по этим материалам, которые мы непосредственно нам по видео, по тому, что мы узнали, по этрускам, это
Башлам, Шамиль имам Чечни и Дагестана или нет? Шамиль имам Чечни и Дагестана, но не Кавказа. Слишком утрированно будет говорить, что он Кавказа. Муслим сейчас в Грузии. Да, я слышал об этом. Но я слышал, что не в Грузии, а в Турции. Возможно, Турция, Грузия, оттуда вот туда. Бламберг, да, Аллах, конечно же. Муслим молодец, пока работает. Отлично. У Муслима хорошая поддержка. Его поддерживают. Насколько я знаю, финансируют. Хорошие материалы Муслима мы, конечно же, будем доводить до людей, делать аннотацию его книги, так сказать, такая же, ну, как книга Лечи Ильясова. Эта книга, конечно, просто великолепная книга. Ва алейкум ассалам. Если Чечня и Дагестан, то автоматом Кавказа, дабы больше властвующие республики были. Нет, я не согласен тут. Это неправильно будет. Пока неправильно будет. Армения, чувствую акцент армянский, Эрцун видео, чувак. Послушайте, наверное, поскольку он и в Турции, и в Грузии, и в Армении, везде будет смотреть, где есть ссылки как раз-таки об этих 3 регионах, как такое говорится, где есть какие-то источники о нашем народе. Тут разницы нету никакой, где он находится, в Армении, в Грузии. Главное, чтобы нашел документы, не повторные документы, которые были. Там, допустим, о Нахчиматьянах, эта тема была еще с 70-х годов, их обсуждали со времен еще Виноградова, обсуждалась эта тема. Что касается валикум ассалам, что касается некоторых материалов, ладно, дальше по тематике, которая пришла в директ, поступила в директ, у нас появилась точно так же информация, мне скинули о том, что вот некоторые наши восточные нарнийцы начали активно себя проявлять, особенно в области Ауха, указывать. Чуть ли сегодня скинули мне несколько кусков, где они начали говорить, что, оказывается, ауховцы, часть ауховцев, то ли они сказали Акташ Аух, ну, и то ли другой части, Ленинка Аул, Калинин Аул, короче, одно из этих сел, они утверждают, что якобы это выходцы из Джейрахского ущелья. Хотя я не знаю никого, кто бы был там из Джейрахского ущелья. Башлам, интересно, если бы ингуши поддержали бы Шамиля, царская Россия выиграла бы войну, как думаешь? Никакой разницы бы не было, ничего бы не изменилось. Конечно, выиграла бы Россия. Ингуши в этой войне не имели никакого веса в плане того, что там есть они на чьей-то стороне или нету. Царская Россия — это великая империя к тому времени, как и Отоманская Турция, как и персидский Иран, то никакого разницы никакой от того, что есть там ингуши. Ты сам представляешь, Дзурзук, в 1810 году там считается всего населения, и того и женского, и мужского, там насчитывалось от 11 до 14 тысяч. Ты понимаешь, что ты говоришь вообще? Ну, я говорю вообще любому человеку, кто утверждает, что если бы они были на стороне имама Шамиля, ничего бы не поменялось. Вот. Назрань, Владикавказ, Грозная крепость, внезапно, сейчас то, что я закидываю подряд, Кизляр, они были построены не против Ингушетии, они были построены именно против воевавших, воинствующих разбойников, как Ермолов называл, против чеченцев в основном. Вот. Они называли именно Чечню житницей всех разбойников и всего остального. Материалы, которые я вам закидываю, там же говорится и про Владикавказ, и про Моздок, и про все остальное.
потихоньку читайте посты, которые закидываете, где я закидываю, посмотрите, о чем говорят. И иностранные, особенно иностранные военные или исследователи, разницы нету. Вот они как раз таки работали и говорят, что в основе своей они против чеченцев строились, не против Шамиля даже. Вот. Конечно, Шамиль во время объединения имамата, это была уже более серьезная конкуренция против царской России. Вы должны понять, это империя, могущественная империя на то время, 25 лет, уже 20 лет воевали против царской России, могущественной на то время могущественного государства. Так что я не думаю, что имели какую-то разницу или какую-то силу имели прямо. Даже если мы не говорим о военном, нету никаких технологий, нету ничего такого, о чем можно было сказать, что если бы они подключились, они выиграли. Никаких технологий, маленький народ, часть чего-то большого, 14 тысяч, 15 тысяч, даже 20 тысяч человек против армии, которая состояла, насколько я знаю, в конце Кавказской войны их было до 360 или вроде бы 360 тысяч. Официально, конечно, это не признают, официально говорят где-то 200, 220 или 260 тысяч солдат находились на Кавказе. То есть о чем вы говорите, о каком изменении или перевесе вы говорите? Нет, конечно же. Если бы даже на стороне, мы должны понимать, что все-таки западный корпус царских сил и царской России сдерживали адыги. Самый восточный форпост это были непосредственно восточная часть, небольшая часть Дагестана. После того, как имам объединился с Чечней, то есть Чечня, имамат Чечни и Дагестан, Северокавказский Эмират, если правильно сказать, вот так он называется. Если даже это так брать, то я не думаю, что играли. Это то же самое, если бы те же самые кумыки сказали, если бы мы все были за имама Шамиля, или сказали бы все даргинцы, если бы мы были все на стороне имама Шамиля, смогла бы Россия завоевать Кавказ. Это не поменяло бы картины как такой. Если речь идет, конечно же, о Грузии, допустим, большого государства, там, если бы за Кавказье, Кавказ, Северный Кавказ все объединились, то это уже совсем другая история. А так, конечно, мы можем говорить очень сильно о себе. Мы можем говорить, вот мы, Чечня и сама, в принципе, недолго смогла, по сравнению с другими побольше, но сопротивление увидите уже во второй половине это 20-летнего правления Шамиля. Уже и сами ногчи начали отходить, потому что были настолько большие потери в Кавказской войне. Сегодня некоторые восточные нарнийцы начали указывать о том, что не с помощью, конечно, и западных нарнийцев, что Аух чуть ли там не был заселен представителями нашего народа. То, что, оказывается, они говорят теперь, что Шейх Мурза Окотский, что он был аварцем, оказывается. То есть это под сомнение начали ставить. Они ставят под сомнение то, что Ачерхаджи был чеченцем. Тоже говорят, что он был Салуай там, и Салавати, типа якобы был аварцем. То есть бочка катится, и она не прекращалась. То есть никакой разницы нету. Если здесь с западной стороны можно сказать какие-то территориальные претензии конкретно, то с восточной стороны никаких территориальных как таковой претензий нету. Имеется в виду сложившееся территориальное соотношение. Там, конечно, в этой передаче очень много говорится и немного унизительном характере, и про самих кумыков тоже, но это пускай уже кумыки сами отвечают за это. Так как они не на стороне имамата, нет необходимости упоминать их совсем, как будто бы они были чем-то особенным и могли изменить нашу историю. Если бы они были
особенными, они бы воевали еще. Башлам, и чертвай лам Грузия, мубиси ночи, дати, так что, ну, это мы можем говорить о многом, Ижри. Не забывайте, что буквально на многих картах, некоторых грузинских картах, благодаря которым последнее я хотел бы поблагодарить несколько братьев, которые мне прислали карты, грузинские карты, очень хорошие старые карты. На них даже брат Умар задонатил, Умар дал Сидуэль, дал Сайл, Адоната дал Духвахуа. И там и Тушины не входят в состав, и некоторые, ну, Таган Хинтига Дисней Хельче удильдуется. Сегодня уже границы состоялись, и чертвой это чисто ночи. Тушины же ничто, хотя многие из 14-15 веке говорят, Тушины, Пшавы, Хивсуры, близко родственные Вайнбу, Аллаха. Сегодня они в Грузии и грузинами себя считают. Правильно ли будут говорить, да, чертвой лам тига объясновай хабах, но это неправильно уже с точки зрения состоявшейся. Ой, тангерца хаяхи хайихи камин ждали халца деба деб даха дах деша дешва энвуш мадац. Есть много высказываний, видео, роликов, в которые востоковеды говорят, что Нагорный Карабах является прародиной чеченцев, откуда вышли нохчи, точнее, потомки Ноя. Тут подтверждается теория Хасана Бакаева, хотя услышать теорию Хасана Бакаева из уст Жириновского, я думаю, что навряд ли Хасан Бакаев заплатил Жириновскому или другим востоковедам, он специализированный востоковед. Насколько я знаю, кроме того, что он занимается политической деятельностью, есть такие тоже утверждения, мы не пытаемся говорить. Но насколько я знаю, вот Зурзукете 06 может тоже знает, там несколько селений в Грузии остались и ингушские тоже. Вроде бы были какие-то, я слышал, по крайней мере, от старейшин, 2 или 3 села тоже ингушские есть у грузин. Вот, насколько это правильно, неправильно, я не знаю. Это Аллаху Алям, лучше им знать. Но я что хочу сказать вам. Ареал обитания я же указываю, когда пишу, непосредственно скидываю какие-то моменты исторические, я же говорю, не то, что это наши земли. Неправильно говорит, наши, ваши, с точки зрения истории, где обитали и жили чеченцы когда-то. Когда там были, там, до того, как пришли тюрки и так далее и тому подобное, или аварцы пришли, или другие. Вот. Мы можем себе так позволить выражаться. Почему? Я объясню. Потому что некоторые ученые нордийские говорят вплоть до слова аух. Ах-ух, говорит, якобы было это лакское название, якобы что аух название это лакское. Чем только это название не было аух, я уже поражаюсь просто. То есть, посмотрите, даже маломальское они цепляются за маломальское совпадение. Восточные норнийцы цепляются, говорят, это наше. Когда мы говорим, что Ичкерия, Искерт, первые 9 тайпов, которые поселились в этой местности, Искерт, и оттуда началось название Искерия, Искерк, Ичкерия, потом искаженное на тюркском языке. Сразу, они берутся за любое, хотя первые 2 буквы совпадают, они берутся за это. Сами галгай тоже берутся, когда хоть чуть-чуть там гал бывает, все, они думают галгай. А почему галгай должны? Почему не галай? Почему не галай? Почему должны быть именно галгай? Я не против галгая. Я тайп общества имею в виду. Но это же могли быть и галгай, могли быть и галай, могло быть и галашевцы. Понимаете, вот о чем проблема. Всякое может быть. Здесь, когда мы говорим свою версию, нет, не совпадает. Они берутся за название чечен, этот маразматик берется, там говорит, что это там чуть ли не тюркское, это там. Но сегодня то, что заявил восточный этот Чингачгук, заявляет и говорит, как же он сказал, сейчас, он говорит, что Сарир, территория Сарир, находилась вплоть до чуть ли не реки Дона. Где находится Дагестан, где находится Дон. То есть он всю часть.
И заметьте, как он начинает говорить. Он говорит, правая сторона Аргуна входила в часть Сарира, а левая сторона, войнахская сторона Аргуна, она была Дзурдзукети. То есть все, кто живут по левую сторону Аргуна, то есть сверху вниз, это была Дзурдзукетия. А все, что были слева, это якобы Сарир. Ну где это указано? На каких картах? Они ссылаются на какие-то арабские источники, но они не могут сказать, где же это все. Где эти великие сражения, где это сами при утверждении того, что находилось какое-то мощное государство, другое. Они говорят, нету памятники культуры, нету языков, никаких лингвистических мест. Вот это все перечисляется, когда касается их. А когда касается нас, и мы говорим, укажите, где Сарир. Мы не говорим, что не было Сарир. Сарир был на территории Дагестана. В пределах реки Сулак, там правой стороны Сулака. Вполне возможно. Мы дальше, но они уже переходят. То есть в случае, когда у них, они все допускают версия. В Гуду, когда мы говорим, что мы взяли название именно народное взяли, вот это есть обозначение. Но многие начинают, даже наши представители нашего народа отрицают, как будто бы это что-то вот пришлое, что-то нехорошее. Мы все прекрасно знаем, что авары это монголоидная раса, что. Но нет. Аварцы, которые относятся к европейской языковой культуре и культуре вообще, говорят, что авары и аварцы одно и то же. Они это тянут к себе, а наши, наоборот, отталкивают. Я, конечно, не говорю, не прошу, чтобы там говорили, что это... Там есть версия про Трою, есть про этрусков, есть, что это вот мы, что уратийцы, хуриты. Да, но эта гипотеза, она должна быть подтверждена какими-то косвенными доказательствами. Мы не можем сидеть, да, 3000 лет, когда еще не было семитских племен, у нас здесь были пещеры, Йемена еще не было, арабов не было. Другой, того же представителя этого же народа говорит, что они представители и произошли от арабского племени. Один утверждает не с пеной у рта, что у них чистый язык, что нету никаких отклонений, якобы наш язык чистый, а ваш чуть-чуть смешанный с тюркским, он не объясняет по телефону. Но тот же Зураб Мусаев говорит, у нас очень много арабских слов в индусском языке. И, мол, его версия о том, что произошли оттуда. Понимаете? Тогда куда делось ваше? Да, это так. Куда оно делось? Откуда оно? Один одно говорит, другое говорит. Стыковка, совпадение, доказательство. Взять просто-напросто и на полное пустить его под колеса. Иерусалим ваш. Там есть, у меня еще есть моменты, там, где он говорит, что Пекин это ихнее, Пекин это да. Вот этот ролик есть, много чего есть. Маразматических выступлений много. То есть, когда вы говорите, мне без разницы, кто это говорит, с востока или с запада, кто бы это ни говорил, начинает говорить об этом, это вполне нормально, это закономерно. А вот когда мы говорим об этом, это все вот они догадывают. Да, мы говорим о том, что тюркский язык был на Кавказе. И на нем говорили. И кто-то еще один задонатил. Огромное спасибо моим братьям, кто не забывает донатить и поддерживать наш канал. ДРС Хилдал Сидошу. Неважно сумма, важно внимание, как говорится. Вот. Поэтому я не противник этого. Вот. Мне задали вопрос, а в чем ты видишь оскорбление, когда он сказал, что у нас было 300 своих Зелимханов. Мне задали такой вопрос. А якобы это не задевает Зелимхана. Ну, подождите, я не против, что там у вас было 300 или 3000. Но не надо говорить таких же, как Зелимхан. Кем был Зелимхан Харачоевский, знают все прекрасно. Знают на Кавказе, знают все. Вот. Джамлай донатил уже. Нет, сегодня 2 человека только задонатили. И Джамлая не было среди них. Вот, поэтому если было 300 или 3000, я не против. Я не против. Еще раз. Упырям и утыркам, которые утверждают о том, что якобы в Абхазии, вот это тоже ложная информация, что Абхазия воевала 7000 добровольцев из Чечни, якобы тайно им Дудаев помогал и так далее и тому подобное. Ну, вы хоть
себе представляете количество 7 тысяч? В лучшие времена, после Первой Чеченской войны, Вторая Чеченская война, общее количество армии, когда еще был Масхадов, было 14 тысяч. Лучшие времена. В лучшие времена. О каком 7-тысячном контингенте, который воевал, вы пишете это на грузинских, под грузинскими никами, якобы пытаясь задеть, что мы никогда не участвовали. Я надеюсь, Джамлай Хамхоев, который здесь находится, он же прекрасно знает, что есть полное количество фамилий, что в этой войне, абхазо-грузинской войне, участвовали и ингуши тоже. Я думаю, он прекрасно это знает. Бу Абхазия Абусулна Хабу, дух Баца Абусига Абусулна. Он же знает прекрасно. И у нас есть эти списки. И посмертные есть списки. Награждения. Но зачем врать? Тем самым, нет, если у тебя рыльца в пушку, если ты там не был задействован, окей, хорошо. Хорошо. Но по утверждениям той же представителя, которая была у нас в эфире, она была с Ингушетии, она сказала, что чуть ли не половина поколения, которое проживает в Ингушетии мужского, имеет удостоверение боевых действий Чеченской Республики. То есть, что они ветераны боевых действий Чеченской Республики. Неважно, липовые они, не липовые, как они сделали, не сделали. Мы не об этом говорим. Но мы разве говорим, что там наши братья ингуши воевали против нас в армии там, и так далее и тому подобное? Нет, здесь в эфире это было еще буквально в 2018 году. Каждый третий имел удостоверение боевых действий, ветеран боевых действий Чеченской Республики. Я не говорю, что все. Но что есть определенное количество. Я не знаю, есть ли, нету, я не знаю. Может, она специально, чтобы задеть меня, это сказала в эфире. Аллаху алям, было ли это или нет, не знаю. Но в грузино-абхазском конфликте было. Были чеченцы, да, но даже 1000 человек не было. Официальные документы или официальная информация, которых есть у нас, если бы там было 1000, я бы сказал, что было 1000, речь идет о 200 человек. И поддерживал ли это Дудаев, не поддерживал ли. Были соглашения между этим, как это, договор был, северокавказский, там конфликт, если при любом конфликте должны друг друга поддерживать и так далее и тому подобное. Есть принимали участие. Ну, я не знаю, Джамалай, я еще раз. В вашем нет. Я это привел пример почему? Что есть такие люди. Беркел это теперь Аргун. Раньше это был, конечно же, Грозненский район, теперь это Аргун. Ну, я еще раз повторюсь, поэтому я не считаю, что это правильно там где-то писать в грузинских пабликах, пытаться задеть и не задеть кого-то для чего-то. Есть и здесь, и там удостоверение сделать, там, я не знаю, это одно дело. Есть получившие награды, и там, мне сколько присылали про Евкурова эти документы, что он участвовал в том же там, он входит в состав российской армии, действующий генерал российской армии. Что дальше говорить? То есть пытаются задеть братьев, когда в этом случае, конечно... Ставьте Ладно, лайки, это оставим. это помогает каналу. Дальше продолжим по разговору. Что касается некоторых моментов, касаемо ареала обитания. Ареал обитания может быть, конечно же, разный. Вне всякого сомнения. И, возможно, и у ингушей был он немножко иначе. Но, конечно же, не этого чудика, который там рассказывает, что Алай Ари это Даурус Мартана и так далее. Мне один срезал ролик, прислал, что он показывает там зум свой, когда чисто ногти тейпа показывает. Это наше, говорит, это же... Они ходили в Алай Ари, этот зумса и все остальное. Да, и что.
Это, конечно, Зумсвай уже тоже ушли, Эшбатвай ушли. Я уже рачил, реально сомневаюсь в том, мне, наверное, нужно уже. Джамлай, ты же здесь на месте, посмотри, присмотри там участок по ходу Эшбатвай. Кстати, да, уже территория дошла, Урус-Мартан прошли, теперь уже территория, последняя граница до старых атагов. Йок-Атах, оказывается, уже в составе тоже была, якобы атагинцы были частью, как говорится, тоже... как говорится, бузуртановского какого-то исторического народа. Что касается Шахмурзы Окотского нарнийцы указывают восточные, говорят, что якобы о нем писали, что он был черкесом. Что самое смешное, был черкесом, или он, являясь взрослым человеком, не догоняет, что в те периоды многие чеченцев называли черкесом. И турки некоторые называли, точно так же черкесов называли чеченцем. Это известный всем фактор. Поэтому, почему он... знаете, почему он не хочет признать Шахмурзу Окотского? Если признает Шахмурзу Окотского, вся их тема насчет того, что в 18 веке были... заселились аух, у них она разрушается, потому что был Шахмурза Окотский, а он не сказано, что Шахмурза Окотский был пришлым, а он был-то все время. Одно не могу понять, они говорят, что Шахмурза был или татарином, говорят, или был черкесом. Якобы потомки Шахмурзы остались, и они до сих пор есть, какие-то фамилии называют. Странно очень, конечно же, что потомки Шахмурзы Окотского не заявляют. Однако же представитель этого... Ачархаджи, сын, потомок этого Ачархаджи, сам заявил, показывая свое лицо, он уехал ныне за границей, в Норвегии, если я не ошибаюсь, или в Дании, где-то в скандинавских странах, он сказал, что он прямой потомок Ачархаджи Гендергноевского, и он из тейпа Гендергно. И он не боялся, я об этом публиковал, и человек, который сказал впрямую об этом. Ну, оказывается, Гендерлойский тоже теперь, Шахмурза, понятно, Шахмурза то татарин, то черкес, теперь Ачархаджи тоже появляется уже, получается, он тоже оказывается то ли авар, то ли кумык, то есть там нарнийцы тоже по полной работают. Благо он сказал, что мы еще работаем над этим, не сказал, что 100%, велика вероятность, вот эти забросы, если мы схаваем, промолчим, то, конечно же, скажут. Башлам Хавала, ты нам врал все время. Да, Иро 077. Походу, да, так получил. Башлам, кто их куда-то не воспринимает серьезно? Воспринимает. Воспринимает и очень серьезно воспринимает, потому что чем больше люди врут, тем больше люди верят. Потому что если некому опровергнуть любую ложь, то она становится... Ложь, повторенная 1000 раз, становится истиной. То ли это древнеиндийское, то ли это сказал Геббельс. Не знаю, кому раньше, но предполагаю, что это вполне возможно, что древнеиндийское высказывание. Все-таки Геббельс немножко позже был, чем древние индусы. Ну да ладно. Вот такая вот ситуация по этим вопросам. Ну, люди работают, но сейчас особенно я заметил, тенденция вылезла сразу после того, как я начал уже писать много про междуречие Терека и Сулака. Про крепости, какая крепость, кто обосновал, кто там присутствовал и жил. То есть они даже в указывании этих моментов, некоторых моментов, говорят, здесь жили кумыки, здесь жили аварцы, Северный Дагестан. Какие аварцы там жили в то время? Не жили там никакие аварцы. Конечно, не жили к тому периоду. Вот, поэтому надо, конечно, алейкум салам, надо смотреть, надо работать, на все время не хватает, параллельно каждый просит рассказать, написать там, про тейпы посмотреть, моменты просмотреть. Худые ждут масса аур, не получается, возможности, силы ограничены. Здесь вообще пошутить с вами нельзя. Я там пошутил, что там по ночам не ем хлеб. Бедолага пошел нарниец, начал плакать, этому амбалу кто-нибудь задонатьте, у него нечего покушать, ходик. Оказывается, больная фантазия. Так что с вами шутить нельзя у меня в эфире. Я поосторожнее буду с вами говорить на эту тему.
оказывается, у меня все так плохо. Не знаю, откуда эти 125 килограммов у меня. Масса, амбальная масса. Вроде бы мне столько никто и не донатил. Ну да ладно. Суть не в этом. Пошутишь в эфире, ожидай ответный какой-нибудь нордийский перл, которые покемены сидят и у себя где-то, как говорится, и дзурдзук в их прихоту шумятся. Не знаю, кто там что приход ловит, но ишт хама штук шон везли. Интересно еще впереди. Да, переживают, видать, я тут... Как-то в эфире мы говорили про сушеное вяленое мясо, и я сказал, что да, все туда-сюда. А этот... Настолько они каждый эфир мой мониторят, что уже не знают, как поступить. Так что так вот, Башлам, поэтому имя у тебя как гора, значит, соответствует имени Тиру. Да, Башлам, о май гадабл, о май гадабл, долдуханера. Такие вопросы. Осалы жили в междуречии Терека и Сулака. А это уже риторический вопрос. Бюшли Хейл, дал ездил. Ну, мы всех предупреждали, всем говорили, что название города на наш язык переводится как их город. Наш город Цере, Вей и Цервей. Еще фундамент на верхней фотке наши. И сейчас сложат точно так же камень на фундамент. Да, такие есть уши. Ну, технологии строительства, конечно, могли совпадать, но насколько это все совпадало. Так, на. Я не знаю, во время эфира зачем спрашивать, где эфир? Ладно. Так. И я здесь в Аухе. Сало и Эли были в ВУЗе. Что значит риторический вопрос? Сало жили между речей. Я не про это, он про Уздени говорил конкретно. Тарко имеется в виду дагестанский народ Тарко. Иртур наш, но Иртур я не говорил. Башлам, как Башлам, ты сможешь сказать это слово Яан? Яан. Если сперва, то ты умеешь говорить, но... Спасибо, но этот вопрос мне задавали, я воздержусь. Как у нас место вырытое ямочкой, затылочная часть. Я анг хоккузаху. Место. Керта. Эгенеш дохи бо кудухан. Помдуштаюш, нерштаюш. Знаю ли я горный диалект или не знаю. Это уже не столько переживаю за это дело. Ну, не знаю, сколько тебе лет, мне это абсолютно не смешно. Башлам сообщество Нохчи Махко является Нохчи же так или... Конечно. Нохчи Махко это взяли от названия Нохчи, от названия народа взяли Нохчи Махко и все. Брат Асламбек, как всегда, задонатил. Асламбек, Аллах дал сиидуэл, дал духуахуэл. Вот и второй раз задонатил. У вас сегодня 3 человека, которые задонатили. А что там это русские? Все-таки они наши.
Ну, посмотрите видео. И наши, не буду говорить, но есть косвенное доказательство этому. Это уже хорошо. Игна... Я ничего не игнорирую. Шадурдаш. Не путайте то, что я говорю, и то, что он говорит. Так что это разное. Салой игнорировать бешмалацисо. И не надо писать в личные. Валикум салам, вы можете, чтобы видно было, написать. Мусос, тебя касается, тем более ты не первый раз. Я знаю, что это такое, поэтому я на этот вопрос отвечал. Еще в 2018 году этот прикол еще был уместен, но он уже устарел как копыта мамонта, так сказать. Что касается Нохчмахкоя, термин Нохчмахкоя появился во второй половине 19 века от названия слова народа Нохчи. От этого названия взяли и сделали название этой области Нохчмахкой. Ни больше, ни меньше. Башлам, а стоило бы некоторых игнорировать. Возможно. Балаам Таркинский, кто был? Балаам, не знаю такого, кто такой Балаам. Задай этот вопрос Балааму. Дальше. Возможно. Русламбек задонатил. Брат Русламбек дал савил хаданат дал духуахуэль. Аллах дал сейду вашу выжри. Урус Мартановский выжришь подключиться, да? Вообще это Ичкеринский округ. Ичкери Мохкале. Но потом Мохка, это имеется область. Дуйнафалас, отсюда черт лицемерно уличная. Поэтому мерк, ногчи мерк, дышный мерк, бил твой мерк, разницы нету. Так. Также и вы можете задавать свои вопросы и Тарковский. пожелания. Напишите в чате, если у вас есть такое. По-разному говорят. Кто-то говорит, Тарковский был из кумыков. Кто-то говорят, Тарковский был из арабов. Кто-то говорят, Тарковский был из аварцев. Я, честно сказать, не знаю, кто он был. Да, были чудики наши тоже, которые говорили, что якобы он был представителем нашего народа. Нет, он не был представителем нашего народа, но это был княжеский род, и они очень сильно очеченились. То есть они говорили уже в конце на чеченском языке, есть тому подтверждение. У них вначале была власть, поскольку они заключили договор с царской Россией, но потихоньку чеченцы, когда начали спускаться и укрепляться на плоскостные территории, они начали их выбивать, и в конце концов власти у них никакой, как таковой, не оставалось. Номинально они звучали как князья, вот, якобы, но власти никакой не было. Это все равно, что сказать Ира и Муах, но мы так не говорим, а говорим просто Тирва. Нет, Тирва и Муах говорят. Тирва и Муах это именно непосредственно, где находится Тирва, Лам. Так, говорить-то говорят, но правильно ли это? Мы говорили о Нохчмахквае, это неправильно. Нохчмахквае это территория всей Нохчичу. Правильно так. Но терминология в то время образования была намного ниже, чем сейчас. И все. Башлам, у тебя были когда-нибудь панические атаки? Вроде нет. Дело я там сами. Панических атак не было. Но убить настроение было. Просто у нас в селе живут народ Тайпан Тарквай. Они из Дагестана, подумал, может они... Нет, Тарквай это тейп, кумыкский тейп, если я не ошибаюсь. Смотря в разное время с именем, титулом Шамхал Тарков разные личности существовали. Ну, сколько там было этих детей лейтенанта Шмидта. Они же тоже, как говорится, не хочу эти вещи вот. Понял, Мусас, твоя там уже. Не Тирой Мох, а Тир Моххой, я имею в виду. Тирой Мох, конечно же, есть.
как и ввиду все... Ну, короче, мы поняли. Я думаю, насчет Ирвай мне рассказывать не нужно. Я прекрасно знаю, кто такие мои братья Ирвай. Даяла украли, не украли у вас. Я не понял, что тут. Жорж, Тарковские были из тейпа Таркло, потом разошлись по народу Кавказа. У Нохчи Тарло. Не слышал такую версию. Ну, как проверни, что правда не нравится. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Ты из Гайтов. Ну, короче, своя тема. Пошла-поехала. Мне преподносят этот Нахч Махвай как навязывание или... Нет, это фигня. Айшат. ДРС Хутиро. Айшат. Это, конечно, полная чушь. Это... Знаете что? Насчет Нахчи Махвай это полная чушь. Почему? Потому что само название Нахчи 7 век, 14 век. А Нахчи Махвай это 19, вторая половина 19 века. Подумайте, что раньше появилось. Вот и все. Это говорят, чтобы, знаете, название Нахчи, чтобы не было у всех, вот закидывают, вбросы делают, и не больше. Нахчи это название народа, остальное это название тейпов, и все. Я у Башлама в эфире, он сам пригласил меня в директ, чтобы я зашел, а не к вам. Я приглашаю всех, ни для кого не секрет. Если есть вопросы, ко мне задавайте. Если вас звали раньше так, ты среди нас несешь ересем. Башламик Маршалло, YouTube чурвежеркер, YouTube чурвежри, Аллах дал сейдвайл. Нахчевой нахи, ничего не нас не получится потом кидель. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Один из наших предков управлял Тарками. Антипонтова Ибрахим. Перешли в вопрос. Башлам, ты помнишь или историка, или краеведа, который писал, что ингуши были осетиноязычными? Не историка, а указано в книге, что некоторые слова переняты с ираноязычного, но чтобы историки говорили об этом, такого никогда не видел. Кто спас Султанмута, тоже надо говорить, так как Султанмут перешел в Сулак с позволения нужды. Про Султанмута он вообще там столько рассказал, что черт ногу сломят. Там что... Ладно, я не буду афишировать его, но он там такого из него героя сделал. Они говорят, что чуть ли не Султанмут был тоже аваром. Если большинство Нахчи-Махвай на Востоке имеет происхождение с Запада, что тут еще говорить? Конечно, это общество связано от Востока до Запада со всеми. Также Яхи от Запада до самого Востока. Букву F осетинская. Какой-то индеец написал книгу про Гуно и сам является из тейпа Гуно. Так он пишет, что Гуно происходит от сирийского царя. Это, конечно, чушь собачья. Гуной чистый, 100%, миллиардпроцентный цен Нохчибох. Есть такое, жайраховцы относились к осетинской. Насчет жайраховцев пишет, и я видел осетинские я же вам зачитывал даже, кажется, да? Тот же Татой вроде бы писал, что вот жайраховцы, они якобы являются осетинцами. Есть такое. Ну, чеченцы я не видел такого. Башлам, красный купол, как там, пожалуйста. Про красный купол не знаю. Красный горшок, ну, работает. У него сейчас большие запросы, у него попросили, чтобы он нашел срочно 3 сподвижников имама Шамиля, якобы, которые были его найбами от ингушей. Он обещал, что найдет, поищет. Так что он сейчас пока делает 3 найбов от ингушей. По переписке мне прислали ссылку, где они так заявили. Так что вот так как-то. Наверное, их еще не знаю, у меня нет как-то дела до него. Если он занимается своей историей, пускай занимается. Главное, меня не трогал, имеется в виду мой народ. Я читал про это, но не помню теперь от имени названия работы. Но точно было написано, что ингуши перешли с осетинского на чеченский. Вежри, я антипонтовый, я не знаю, я такого не видел. Жайраховцы считались осетинским племенем. Кто-то писал об этом, вот, что про джайраховцев писали. Но мы тоже говорили, джайраховцы, что это наши дышни, ближе к дышни.
истину знает только Аллах, Аллаху алям. Я не могу сказать, что они от осетин перешли. Башлам, про Галга-Ария что-то более ясное есть, что да как микротопонимия вокруг и так далее, почему так назвали, почему все эти топонимы на чеченском. То, что я слышал, Галгай-Арий, то не все упоминают. Это местность, где определенное время давали выпасти скот проживающим там. Ну, опять же, было это Галгай-Арий или Галай-Арий, мы не знаем. Указывают, уписывают, пишут, переделывают, что подделывают. Аллаху алям, я не могу сказать. Если бы сказали Галай-Арий, я мог бы поверить, потому что Галай тигаба меттига ашбол, аухой ашбол, меттиг ютига. Но говорить, что Галгай-Арий, там нету ни одного селения с таким названием. И не было. Упоминание где-то есть у Сулейманова Ахмада, где-то нету. Снова же, это не селение, нету ни на одной карте, где там указывают, что вот здесь Ария, равнина. У нас там Зумс-Ария, Мелхи-Ария, там другие Арии, может быть. Ну, это Зумсой-Ария, это же обозначает место, где Зумсой там занимались чем-то там. Или скот пасли, или там строили, косили эту местность, не больше. А официально там не было никаких поселений, там не было ничего такого. По крайней мере, я не видел нигде. Это единственное упоминание топонимии Ахмада Сулеймана этого. Да, который несет пургу. Он-то называет все, что угодно. Я же говорю, старые атаги уже оказались, что они якобы атага, это якобы это от нашего там. Он указывает. Ну, нарнийцы, они чем больше утверждают, тем больше верят сами в свои чуши. Ни больше, ни меньше. Башлам, я же тебе сказал, что Галгай-Ари. Что Галгай-Ари. Я же тебе сказал. Нет, Фортань, здесь задали вопрос. Дальше мы уже, как говорится, ты можешь написать и здесь выложить Фортань Гуаша. Здесь никаких проблем с этим нет. По 1861 году я вам закинул карту сегодня. Посмотрите последний пост 1861 года. Чечени. На французском, кажется, она написана. Там указывается Фортанга. Правая сторона Фортанги это Чечени. Дальше уже не забывайте, карта с 1861 года. А в 1860 году был создан Ингушский округ. Это дата, которая вторая половина 19 века. Нужно запомнить, нужно знать. И когда вам начинают говорить, там, вас там не было, нас там не было. Галгай были лесорубы Ермолова. Башлам хаттарло, тарквай нохчи тайпнах ляцбарт. Тарквай, кумыкский суаят, если не ошибаюсь, тарквай. Разные думаю, шушун социга. Тарквай были вроде бы кумыкский тайп доиза. Хехухаттарло был сок. Я там я не понял вопроса вашего. Нарнийцам нужно передать нарнийское правительство. Тайп из Уастхвай. Вежри, во время прямого эфира я не могу принять никого во время уже эфира. К этому времени ингуши еще не отправлялись от последней войны с Тимуром Храмом, когда ингуши потеряли коста. Ну, блин, ваша Дзурдзуки, ну какие ингуши воевали с Тимуром? Ну, блин, я с вас реально в шоке. Ты о чем вообще говоришь? Какое государство? Какой Тимур Хромой? Ингуши, неправильно сказать, Инохчи и Галай, вот в то время, которые входили в состав Аланского царства, ты скажи, ну при чем тут Аланское царство и ингуши? При чем тут это? А буду здесь. Ты так сказал, как будто бы Алания это была чисто ингушское государство. Мадица, пал мабиста, нах бил мабиха. Башлам Гюржи, Хутайп Дувай, Сюец Балха волна, Осто Бахар, Шатайпан Гюржи.
Gürcü type way, да? Gürcü way, Gürcü all way, грузинша all way, остальное. Нур-Султан, да, верно, долго это. Нур-Султан, ДРС, Хилмасер, Башлан, Нашхоевцы из общества Арбалы или общество. Из общества Арбалы и Хонд общества. Не понял я в Залавди, не понял вопроса. Санен хуай бутар хуай цен ногчи больше ще вари даишки дуин. Причем тут гонки? Ты неправильно понял. Я вам сказал, есть Таркуайбу. Там вроде есть, я боюсь перепутать, этот вопрос нужно задать в директ Чууловой, посмотрим. Там есть двое, я не могу точно сказать, какой из них, чтобы не перепутать. Туркуабу. Но наш хуай ни в какой не входит. Наш хуай отдельный тайп, который не входит ни в один из варов. Нохчи Турпол. Наш хуай, Чин хуай, Веппи, Майстуай. Там 10 тейпов, которые не входят никуда, ни в какие вары и гары и негры. Они отдельно идут, не входящие ни в одни из, как говорится, Дал Дикан Дуэль Хакар Захуалар. И ждать пришлось до 1900, что за год, 1912 года, и наконец-то мы возродили свои овощи. Ну, ты имеешь право говорить. Я с тобой спорить не буду, ты право говорить ты имеешь, я вижу. Туркуаем цен ногчи тейп души куяц. Туркуаем дуйхал. Ребята, мы достаем. Ой, позиция хица. Да, ламяхка тоже не входили. Верно. Ламяхка не входили в состав. Не путать с варом эхкой, который проживают плоскостные, и лам эхкой. Это разные. Имеется в виду обозначение. Историография, обозначения они идут отдельно. Ламакинцы не входит в никакой вар. Ой, я секунд. В 92-м году хотел написать. В 92-м. Ой, я секунд. Вежри, Алсиш, Шудукташ, мне скидывали это видео насчет Америки и американцев, что там якобы надо бы найти сега Америки, аж волнохчи подключить. Сахажеру насчет этого видео, которое вы мне прислали. Америки, аж волнохчи подключить. Я постараюсь это сделать, конечно же. Мне всякого сомнения. Там посмотрим. Но вы должны понимать, люди разные. Говорить о всем нашем народе мы не будем. Но то, что выступление... Да, еще хочу показать одну книгу. Сейчас наш брат, как всегда, он прислал нам вместо доната книгу привез. Вот такая версия от Биржи, Чечня и чеченцы. Выдал, ага, тут материалы. Считается, что одним из сильнейших был Биржи, но любил его наш народ, это совсем другое. Поэтому видео посмотрим, найдем кто-нибудь в Америке. Аж я говорю, везри бутака. Бойцыш буцер гейта на видео. Да, я тен хаусар двое худолотика. Не надо прислать всем. Башлан видел видео, где британский разведчик, шпионж, пишет об ингушах в своей книге. Нет, не видел. Дальше. Нет, не переводится как. С помощью урусов вы получили варство и маг. Так, далее. Так, дальше.
Крепостной. Бузик заявил, что село Гихи ихнее, так как они с царскими войсками доходили туда, знаю, землю. Если это их село, население там очеченившее, зачем они самих себя... Да он уже Гихи давно перешел, там уже Урус-Мартан до старых атагов дошли уже давно. Да унизит вас Аллах обеих миров за то, что так нагло, лицемерно, двулично, подло, вероломно пытаетесь переписать, присвоить историю нашу. Башлам видел видео? Не видел. Если акинцы с ауха, лам акинцы это разные. Нет, это одно и то же. Но подразделение акинцы есть как вар, ну по-другому как тухум есть, плоскостные. А есть лам акинцы тейп. Они друг от друга по отдельности записаны. Лам акинцы не входит ни в какой тухум. А акинцы тухум, то есть ауховский, ауховцы входят в состав. Вот аухуай тухум цаэлцуна, ахки тухум эл. Из тухум входит очень много разных типов, которые и вовсе далеко не являются представителями, как сказать, они не являются представителями ауховцев, акинцев. Так вот, Башлам, в предыдущих эфирах задавал тебе этот вопрос. Ауховцы и акинцы это же разные понятия. Да, это разные понятия. Еще раз повторюсь, уважаемые мои друзья и братья, мы иногда путаем. Валикум ассалам. Да, честно вам скажу, нефть, не нефть, там какие-то что-то, какая разница? Это все входит в состав Российской Федерации. Нефть добывают, они продают, они перерабатывают, они ни Ингушетия, ни Чечня не являются отдельными субъектами. Говорить, что там нефть или золото, это вообще, короче, не то. Мы говорим сейчас не об этом, мы говорим об исторических процессах, которые непосредственно мы ведем эту дискуссию и должны понимать. Мы должны понимать, что нападки со стороны на разные тейпы, чеченские тейпы, безосновательные, они ведут только к тому, чтобы непосредственно между собой мы рассорились и появился сепаратизм. Только в этом плане. А когда я начинаю говорить, что Варандуай, Гунуай, Эрснуай, там, Эшбатуай и остальные многие тейпы являются чисто чеченскими, исконными, то некоторые нордийские пуканчики начинают вонять и говорить, что вот есть же, есть много пониманий, есть много людей, которые там называют некоторые тейпы там, произошедшими от ослов. Мы же такое не говорим. У нас нету в чеченском народе, нету тейпов, которые произошли от ослов, которые произошли от рабов. Такого понимания нету. Упрекание о том, что во время Ермолов рассказывал, что какие-то 200-300 человек, там, солдат сбежали, приняли ислам, и их приняли в Чечне во время имамата Шамиля. У кого есть доказательства того, что они выжили до конца, что они осели, их потомки есть и так далее и тому подобное. Доказательства есть? Или мы можем ли говорить, что сегодня, являясь 1,5 миллионным населением, наша Родина, там определенное количество там есть и так далее. Сегодня можно сдать ДНК-тест и все станет ясным, само собой. Если люди, которые это не понимают, и люди, которые пытаются вот на этом играть, это уже нужно таких людей пресекать. Это балабольство, это разногольство, это оскорбление. Вот. Поэтому я призывал, и многие люди не имеют понимания, потому что почему я там защищаю там, один тейп или там, отрицаю другой тейп. Нету такого всего народа, не тейпа, всего народа. А для меня Варандуай, Гунуай это мой тейп. Мелхи мой тейп, Тиро мой тейп. И поэтому мы должны это все понимать. Если мы будем отказываться там, от ауховцев, от кистинцев панкистских, или от иорданских, или от турецких представителей нашего народа, я считаю, что это, во-первых, и предательство, и поддерживание сепаратизма. Поэтому где-то есть нефть. На территории Чечни много где есть нефть. И что из этого? Это ничего не дает. Она российская, это является субъектами Российской Федерации. Хотим мы этого или не хотим мы этого. Это не играет никакой
как говорится, политики, на общие исторические какие-то моменты, это ни в коем случае не влияет. Но вот по тем же заявлениям они вот утверждают, восточные нордийцы начали утверждать, что там вне всякого сомнения они говорят, что эти места были заселены, и они были ханскими, то есть аварскими. Он сам является представителем аварцев, и он говорит, это были аварские ханства, все эти земли, вплоть до, там, чуть ли не претендуя на всю территорию правой стороны берега Аргуна. Упоминает карабулаков в неком формате, он как говорит, заселились карабулаки в 19 веке в этой части района. Все молчат. Ну, во-первых, карабулаки это не отдельное, а во-вторых, ауховцы это не лакское название. Но если сегодня проигнорировать, оставить, любая ложь набирает вокруг себя оболочку и становится неким таким огромным шаром лжи, которые люди потом начинают подтверждать. Еще раз повторю, от того, что первые 1-2 буквы совпадают, это не обозначает то, что это является там или аварским, или чанским. Должны быть более сильными. Ассаламу алейкум. Ладу ушу. وعليكم سلام. Хаттар дарья, Саваш. حتى ده سوي شو بالك سو دو حرو شو صود مو ولو تسا شو او بولا حقو شونه. سو غات غير شو لا شي يوتيوب شو видео ярко вторичное заселение Чеберлоя в средние века. Гина цагинау еще цинодек цагасуна. Тут я упоминать штук и 1,5 века поэтапно заселять новую штуку, и Тамерлан Велчхейна. Основной отряд даях читин эски дадах чица разрозненные оли истинно мелкий отряд так ставили никшбац уж выдавливать беш поэтапно юзану и заселять. А? Эберлай Махбар. Эберлай Мах. Освобождать. Во-первых, сразу могу тебе да? Во-первых, Эберлай Мах как минимум 900 лет. Эберлай Аш, больше шей дабахкин кешниш, больше и там тюркские племена не имели никакой власти. Тюркские племена имели на плоскостной территории какую-то власть. Что касается Чеберлоя и претензий... Тамерлан Цакачабова, Чеберлал. Чеберлан, я говорю, Тамерлан, он прошел по нашей территории, мы это все знаем. В 14 веке, что он прошел, но там говорится, как, что он прошел через фактически всю горную часть, почти всю горную часть, и вышел через Ичкерийское предгорье Алдутига. То есть это как раз Нажеюртовский район, и где с одной стороны, с левой стороны Аух находится, с левой стороны находится уже когда Шерих и Юрчу. Он прошелся. Я про что говорю, что в это время Цигах уже аж айн илатниша ногчи шихала. Чеберва, само собой, ногчи был, это как бы одно и то же. Что касается повторного возвращения, об этом говорится, но об этом говорится немножко в другом формате. После его похождения на горную часть нашей территории было фактически уничтожено 70-80% всего населения нашей родины, Нохчичуи. Где-то вот так было уничтожено. И Вайшадыша, западных, Галанчорский, и Тумкалинский, Шаройский, Шатойский район, и Галанчорский район. Вот этметтяк, Айлбол Беллаша, Лямниш, Далуч Беллаш, Далючна, Ламбяш. А бис наш Сухалакбина. Там просто Сунаетря, я думаю, никто и спорить не будет, что он не просто прошелся, говорится, он уничтожал все сооружения, женщин, детей, стариков сбрасывались прямо со скал сверху вниз.
очень сильно. Некоторые ученые говорят, до 80% уничтожен. Некоторые более еще перешли этот рубеж и говорят 85%. 10-15% белых амцедыш. И само собой в этот период все эти территории, Чеберло, Мохни, Мичкиз, Чеченел, Ашхой, Мартанел, Галанчожел, плоскостные территории все были опустошены. Но эти территории, они были немножко иначе выглядели, нежели чем сейчас. Хинца, Ханчо, имеется в виду, во время царской России многое порублено, очищено от этого. Имеется в виду доступ свободный. А в то время было еще хуже, потому что, чтобы доехать до Чеберлоя, нужно было пройти ичкерийские леса. А ичкерийские леса были очень густыми. То есть такого прохода свободного. Не то, что Ичкери, даже в Шатой, чтобы доехать через Сунжу, мы знаем, что Тамерлана войско находилось на левой стороне Сунжи, где находился Магас, это Алганюртева, Ермолк, Метки. Сигнет тахилу алду сигастав. Сюржал диха ханшош алды черноречи бонюрт ошометша сюлькуа пригородный танил бертелю аргун устрадга. Они все были хунхал ее меткшуш. Это потом во время коммунизма царской России вырубка там земли плодородные начали обрабатывать. Ханшчоларя, потому что густые горные части переходить войскам было трудно. А нашим, имеется в виду нашим предкам, нападать было легко. Они умели вести войну в горной части, лесистой части, но на открытой территории, там, где Тамерлан мог, само собой, со своей 300-тысячной армией стереть любую армию мира, и никто ему в то время не был сопротивление оказать как таковой сильно не мог. Даже Грузия, являющаяся таким большим государством, имеется в виду Жемяти, в то время Тамерлан их очень жестоко уничтожал. Во время второго похода Тамерлана сами грузинские источники говорят, если первый период войны еще могли скрыться как-то в горной части, в Тушете, Хейсурете, Кахете, там могли скрыться в горах, в каких-то церквях, первой части войны, когда велись Тамерлан, то во второй части все было немножко иначе, потому что у него были уже подготовленные войска, которые залазили туда вверх, скалолазы были, залазили на горы сверху, скидывали веревку, Тускарштин Халацар специально, туда залазили армии, они поднимали и уже потом сверху нападали на эти сооружения. То есть я к чему это говорю? То, что Тамерлан уже это был не такой простой полководец, хотя нордийцы утверждают, что он был монголом, на самом деле многие ученые говорят, что он не был вообще монголом, он был тюрком. И похоронен он, само собой, в Ашхабаде, если я не ошибаюсь, или в Самарканде, ну где-то там он похоронен. В любом случае, я про что хочу сказать. Само собой, Чеберлой не избежал того, что он уничтожен. А заселение и просто того, что там Чеберлой проживали, есть доказательства. То есть есть могильные плиты, там есть могильные плиты, которым 800-900 лет. То есть 800-900 лет тому назад, от 21 века отнять Ича, уже в то время там захоронены чеберлоевцы. Так, это говорит, там не монголы похоронены, там не сюли похоронены, там похоронены Нохчи. Я башламсо, я алгет шватвош низ кетта сасунт и видео юеша комментировать ешвег милуса гасуни. Ну Чеберладон устояться динец Тамерлан эскер дюал латтаца белла наш халбылду алдуцтя. Ю и Тамерлан велчи чун основной эскер дадагштак обратно юдон. Темшта хайок ю возвращаться дечхена. Тут я упоминать общество и арбалы волш и эстекирец ворсо этюка. В конце троду упоминать и видео чек велчхена из общества арбалы волш. Нашхоевцы из общества арбалы волш. Халкилой будет я упоминать беш. Вил хой бу. Совместно сон и видео цегенон, но я могу сказать только одно. Что касается вот нашей якобы Тамерлан, ну, во-первых, все прекрасно знают, что Тамерлан не оставлял нигде никакие свои, даже он уходил
что их выбивали. Давай начнем с этого. Во-первых, их никто не выбивал, они ушли после того, потому что они тотально убивали всех, кто попал. Они ушли сами. Он умер после этого похода в 1405 году или 6 году в Элламнацу. Он хотел сделать очередной поход, повторить Тот, кто не ставил лайк, тот на тот низ. же самых вылазку, как сделал в свое время Чингисхан. Некоторые говорят, что он хотел повторно завоевать Китай, некоторые говорят, что он хотел завоевать Индию. Ну, суть не в этом. В 1405 или 6 в этот период он умер. В то время, когда он ушел, эти места были пустыми. Имеется в виду пустыми, потому что там, где прошла армия Тамерлана, там ничего не оставалось. И он ставки там не оставлял. Он не был Александром Македонским, который строил города на завоеванных территориях, обучал людей или брал оттуда людей, чтобы они стали частью его армии. Такого понимания у него не было. Я вот о чем говорю. Поэтому, что касается наших тэпов, мы пытаемся вот в этом описании любой трагической истории, это для нас трагедия большая. Потому что мне многие задавали этот вопрос. По этим вопросам, там, хуняды, садой, или буй, арблой, или буй, нашквай, или буй. Но у нас такого понимания нету. Ой, или шаду, канду, или. Лей, вой, бац, вой, или туамбил, халят, сашби, лей, бац, вой. Кто был последний, а последний арблой, я последний хуай был, я майк, это уже наше вот колорит мы добавляем свой. Я не говорю, С Богом и общество Арбалы Бог, и Арбалы Бог, и общество, и суд я я не понимаю. Я не знаю, честно сказать, Чеберло юка, надо посмотреть, потому что Чеберло я варю, варю, ну, раскаш тухом. Тут он башлами в конце хабош, шен дуалкетел, разрозненный воючил, соответственно, приспешник щетер, прислужник щетер. Ставлен, бугадол вен гондадол сел кавказский, камниш дуе, церх был тер ставленник шбуи, церц эмшлеш юг обратно и мог завоевал. Завоевал, бешуш хабош хенит, я хара и общество арбалие, церц хабош боли халки лой буе. Еще дорый олш был царца, греческое племя юбош упоминать. Я не знаю, насколько правда, что крепость укрепить стен лячу. Чарбел крепостин, улги крепостин аж. Арбале, цахезон, бодыгдич, может быть. Арбале, Лукас, я общество Арбалы. Нашхоилцы из общества Арбалы, Оли, Олкастос, я. Я посмотрю, но я просто... Я тебе царцана совместно мет обживать, сам его мет да хоушит твой Оли, предложить до бах. Тут я видео, я ходю, человек, дуй. Так, юшкар, баша, цадеш, бой, дорой, бац, дорой. Так, ну тогда посмотрим, там с хаусу дой. ميلتيولر أولي قال وتيت وان بوي تاجي حياقي وش ود كذا لك ودوش اشتكروشي مت حياقي يو اسمت تاعي حالكي بوي بات ثاني تعبش одна часть уходит с ними интер حالكي в данный момент يلشل متجاتس глухой лиса шелш мет кюбох сел сухиловат حالكي ла. Одна часть Арбала уходит с ними, заключают с ними братский союз, одна часть продвигается по Ригхоевскому хребту, спускается в Макажой и, пройдя потом немного ниже, основывает одноименное селение Цикарой, Цикрову. Самса иштейнацун интерес ёлдели и общество Арбалы юқатхо хиехош хелчи ху общество хелати бог цутеки шхун хайти боши. Дом бодыгдич Арблой цазасон, ну надо посмотреть хажвесу бодыгдич, может быть есть. Сулейману Ахмаду топонимию хажио. Ахмад Сулейману топонимию хажио. Ага, сажа. Вот Сиги Хазов, у него тоже бывают очень хорошие и предания, фольклор, потому что Арблай, у нас там очень много созвучных есть. Арблай, может быть, они
Вардлой хилтарло, может быть, иш балой хилтарло, может быть, иш эрблой хилтарло, может быть, аргной оша тейп дуой, аргной хилтарло. Надо смотреть эти все моменты, просто с тейпами очень сложно. Почему? Потому что многие этнографы говорят, есть тейпы, которые вымерли полностью. То есть они перестали существовать. А есть тейпы, потеряли само название Хинс до Побочар, хотя по всей информации говорится, что первоначально было 63-66 хила орштуиш. Ну, Аллаху алям, мухила еще. Мухагон, язин, сербло хила тарлоиш бах. Сербло. Там много просто созвучие. Я могу называть еще кто нашхоевцы из общества Арбалы. Скайда вот. Арбло орш сахазасун. Скайда нас اشتغل وش خيتنا تنقوم إن سويت تكر داخل ميشر حدا يحكي خايعون خاشين نشخر حدا يحكي دو это основа нашхар вабах. اوغن بيج تيست يا ДНК يا قيتين يا حقاش داست أتويت بيج تيست بيج إيجريك 700 وشو قصة углублённый سون دايل يتحدث عن قيشتين وعن ووشخت يعني $600 محبوسين يزوي يدا $600-700 ديوخا. 600 где-то 600 قلقتين 445 чисто биг тест ютак حقق قيسة дополнительно $149 дут когда платить дадишь. Ну и маркерный группа определять и 12 маркерный и тест حققتها G2 ютха حققتها. Тига бо إذا بعد إيش معك جوي خوي تنبوخت يساعدوا ترى بس بوجا مش سين إخاوش أربعة بوجا. Да, у вас осталом бир будет суман. Просто что касается нашхар очхайна, многие люди, которые особенно находятся на ичкерийской Нахшмахку Ахулиштан, ичкерийской плоскости, они многие говорят, что они произошли именно нашхар вабяхкимбо. Многие имеются в виду из нахчмахкоевцев, которые вышли из нашхи. А так, конечно, галанчаж, и том кал, иш воин кибаш, чай гуайца, дуешь, разница уж он даст, наш чай галанчажский район ают, а галанчаж рахаду юду ача харс дафти. Поэтому там много совпадений. Сахажиром, да. Что проверять дагеч, нахчи хилчани, ой. Ой, час дегам, ахтер, войнигам, сацагатурас. Главная война и до Нарнич Болшурхум Шуй, который делает повседневное нападение на наши исконные тейпы. На Чеберлой они тоже посягали одно время, но Чеберлой потихоньку они сейчас перестали нападать на чеберлоевцев. Еще Галанчаж Рахабер Бубош начали, что в более раннем периоде. Дальше у чеберлоевцев есть очень древние тейпы. Древние тейпы, я объясню, не столько там чеберлой, а именно тейп, слышишь, Уарсуай, допустим, Садуай, они упоминаются намного раньше даже, чем существование некоторых народов. Поэтому, отдельно Дуцеба, если это часть нашего народа, само собой. Но это вот я бобы сбуалбу, басуман не цахош, жим да, а вот таламбир бу. Да, фадел قيه تنبut да там أدمنش ساقوزة لا يلوين ДНК شيء أتر دقهم بوش داقش دوين. أقصوا قويت حو مش عاد بيوش بوا أورو مع ويتك كده وخودت ملوش خانش تدا بيوش بودا جو نختي خلوال شو يا مس примерно да, что 500-600 лет назад общий мюллюхч тейпанс общий дахил ла шадериг он из глубокий биг тест у хагойчма да мюллюхч камнях. Мне уже столько людей сказали, что я сдал Саденко, Гуюху, сдать уедоваться. А свои-то сдать и ряти, но люди уже пишут, что я сдал и что я не отношусь. Меня отправляет, то на Алтай отправляет, то на Квикингам отправляет, то к Аланам отправляет. Хотя сам я не сдавал еще никакой тест. Я сам биг тест. Слушай, мне важна другая миссия.
ويدل تيп наш, ويدل ам, برт борса, орша, талам бина, ой, хотя бы примерно ареал обитания, чтобы мы могли зафиксировать. А так я категорически против внутреннего сепаратизма, который очень сильно развивается, и он вредит больше нашим тейпам. Вредит почему? Потому что даже среди определенных вайварныш, ганыш, начинают возвышать чуть-чуть себя. Тхайник, будет, я же говорю еще раз, использование против нас вот эти нарничи Запада, Востока, использование информации, которую они используют, разница есть, любой тайп это просто-напросто от своего бессилия. Вайнха гүн мечаюха, лан мечабуха, доктор до их азнерсан гудай. Цен ночи будешь. Варандуай такие же дерзкие. Хор, что просто, допустим, Шароевский, Шарой хавится был, Шарой выжили. 99% цхашек уж цен ночи будешь. Асламбек дался юл хадана духу ахуэл. Иш больше, несмотря на это, есть люди, которые за счет того, что там кенхи проживает сюли ашлу элла, определенное количество, кто-то пытается на этом сыграть и сказать, что якобы Шаровский район духобес дубац, сухилатига хакмада хима шара шикра, духметкша хилатига. Да, Масарат сахиласа, это цебелес, он дальше, я на один день успел то, что проехал, но там вообще соприкосновение, когда ты чувствуешь разницу культуры, допустим, Чеберлуай, Шаруай, фактически это одно целое. Тигарниш, одно целое. И у них самое интересное предание, там появились вот эти петроглифы, которые на ингушском флаге, мы начали о нем говорить, и я начал спрашивать у старейшин. Кузагалги, Эйни, вообще Бойзи, Гала, Нушбухай, и Баншин, Аериш. Вообще никогда в жизни Улли Бахна, Цаагала, я Айна, Васкуза, Елелла, Васкуза, Шекуза, Ашул, 90 лет, то Цаму, Багукаму, 8 с лишним лет, туба. Но у них предание, каждое второе предание, Чеберлуай шклятир. Чеберлуай Махка, Сарош шклятир. То есть Улля Аштола, Шиварду, Гоуши, Го предание сейчас, Гоуши, Хилер там, Телечена, Туам де Халбар, вот это все есть. А остальное, как говорится, оказалось просто-напросто выдумано. Да. И, честно сказать, и территории у них, географические расположения, вот эти альпийские луга, вот все это у них очень сильно совпадает. То есть ландшафт в основном единственное, что Шароши, Баншери, они сохранились лучше, чем у Чеберлуа. Чеберлуа это было первое место, куда принимали бои, имеется в виду на телочметку. Да и, честно сказать, Чеберлуа дука имам Шамилин духала. Имам Шамилин, да, в течение 3 лет, да, он туамбина лучигат вот так. Я кацая лазанов из аварцев и андийцев юг армии гулина, так якин югина орштук и юглорг югош терштуш. Ну, там многие, конечно, предпочитают там версию, якобы он распространял ислам не принимали Чеберлуа. Нет, это недостоверная информация. Ислам принимали Чеберлуа, ислам дин теючила. Проблема была не в этом. Но они не были готовы, там было шариатское правление. Они были не согласны с шариатским правлением. Насильно навязывать, лишь и те лучше туамбина. Вот, насильно навязывают Яшкальче там как было, с учетом того, что мы вообще, по сути, как народ традиционалист шлюй, а тебе приходят, говорят, хавари да ишлерина, где-то дит, хара дит, воза дит, хара уештац, воза уештац. А сейчас здесь уже, конечно же, происходили вот такие несостыковки. Нинц и Арсанов, она везхеру пару дней. Руководитель ВУК и администратор ДНК проекта чеченского. В данный момент у Израиля муфтия в кабинете люксуни меттиг, белометтиг.
Цик дюахат эдеран дюахат ходу барк соши энте хок قوزع دعني سوال غير شو كابينيت شو عوال شو شاد يحال شو دوش شي اندح كنشال دايم اناليز دايل هسه بيش ستونجي اللي تخونم تراش ملش دوغات او تيجر واحد لا انت ستريتش ولا شي فيولا دا بيوات ترى جينر خماياتي لاش دون باش ديت ايه تايبا تقوم خا بريمير تقوم وي ما بوخ تركسكي دوش داري دام جار نيقي هون باش ديت اي تاخوش بوخسوش مداسين وعما بوش تاع احش دوتش دول ناقش انت خول دوتش دول قمر دويه موتيا باش تاع موتيل ديت مش خزدا قونتان اغور تي كروي تي نوختي با تي بيغليتي از جروزي باي هون يعديني من يعديني بوش هون مش دوغار صار ندعال انسان ميركل وصل عم يقول شو سيدين كالشتون وش سامر دون تيكروي تيسي خلدي عروي تشرتوي هيت إيمنا از جروزي دوزن ثاني باش بيسون وصلنا يا شاروي ماكا شاروي ماكبو Гюджищах хадел ду и бог и камя дяшлостек. Во-первых, кто от кого произошел еще под вопросом. Эцаду. Шел далаха. Почему мы должны были произойти от них? Это такой же народ, сформировавшийся из разных обществ. Просто царь признать, ну и гюджищинс, царь мигрелы, лазы, кахетинцы, хевсуры, тушины, чабыш, гошта, грузин. Мы грузины, отца. Они хотя бонцер, мат разный диалект, что он кидик до, а ой диалект был кудом, комат бонцер официально. Ой самуат был диалект чего разных хала. Но ой даже и дуала, но довой. Ец икрой, ец эси, е хилди арвай, е варандуай, е гунуай, е любой дубо что ладц из-за просто-напросто на уровне сплетен сказок. Сомнение еще, сейчас стейпнштайне ситуацию. Вот им бы стоило бы там сдать ДНК. Туркуай, ногчи тейп, а киберша, ногчи тейп, что ДНК давно сдать. Но, если, допустим, те же самые Рикхуай это ногчи. Но от одного, хотя доктор отца, саму где-то кто-то украл, женился, хайядин, дайядин, хума хильня, войнокчиша, и эту вы около докадой из-за дик доцига дадет идея. Это да, маг уже хляться изду, хой хляц изду, а любой типа халяц вурож. Шон хляц изду, тхайчар хляц изду, хинстха по преданиям эшбатуя, тхавежи молквайц эсилож, по преданиям. По ДНК, а да еще тхавежи шонвай, бу дишни, бу гордлай, бу энгной, бу, то есть адыгерба был, вообще дукхаху по ДНК. А предания говорят, молквайц эси был, ковашкала, эшбатуя, молквайц эси, костекхала. Предание, причем описано, очень четко описано, царя. Но вы баккачар, скай баккачар, как не, а у царба молкваш сани везрал чохала. Чохоши везрибар, цаадар. Это еще в начале, там, буквально в 20 веке еще Эшбет, Нажиртовский, имеется в виду Веденский район, а Монква, Шатойский район, Мубай, Рюк, Айок, расстояние, Оши, Гягел, Лоншли, Штезия, Дикнавона, Вышкала. Я это к чему сейчас говорю? Да к тому, что многие наши предания, фольклорные рассказы, ой, Баккачар, признать это царя Дукабочар, а ваша дела, ну, да, сум Баккачар, действительно, и сотирственно. Ну, а Баккачар действительно, масла объяснить там, благородные тейпы, которые жили на границе, которые были более состоятельны, сильные, цену водится ошкала, масла там ведь черсих ведхулил, из-за я резлах ведхулил, из-за я сумца разные. А цо дихарден дела, келхар вахар, че вечер лушкала цен, келхар был метник лушкала, келхар был ошкала цен. Да, они становились, за них отвечал этот тейп. Но когда мы говорим о таких благородных традициях нашего народа, почему-то вот эти фольклорные моменты, к сожалению, используются некоторыми, даже нашими учеными,
وتغنى لوتين ايوه تغنى صوت وشا بيح مو بلا حصو وش عصو استلو تروح حالا قطع اي السو وش расположить виру саю гюарю а саю гюрш хун аз никогда в жизни ару ахрвац хун а че сун сай гергал волилош шеше мектикш будет но это не обозначает что хавян чуды аса все حاضر حاما خلیدن لبه غاز با جعل داده کن سو حاینس ایرس با تو حاینس نخچی و علام بون عباوی و خلاص مثلا нет اور юрта на сегодняшний день 21 веке юрта эвен мастагуха хайн вичервалуха ну буха так 21 веке масса юрта ду изже مسمعها هون вот так إيهم خش سون بدهايون نيس ريشتك سون مثلا سو ملخ قوم خيلشي بيدات ريتون داش وي قامش دال دين مداي إذا عوقا في حولك روحه هو آلت دين دات وي ووشي دوزيت بوغ باقي ديشنا خوفا وي ووشي دوزيت نحو واوش خون تيات اقوالشي تاقي إنو قدو سون فهو إثناغن ميشل خاتيس سون عبيتين بوخ سيدش كردون حبيش بك حويان موخ اتسابو قداش حديث نقردو سون أسهو سوميلو حنخي نتيك سأدرس ميشل حنخي نتي سون سهوش دول وت إنترنت يسون استجن تعيش إقوال دوي سولي خيلشي ميل خيلشي سون بيه باش خادا سون داش دال قول شو حيوق خاتش ما داش سون ميلش قوم خلا دنيا نشوش شيء كويس ده Ой, нет, ой, да, да, ничего не резду, ой, я просто... Он тебя госур квел, штах много дой, он тебя штат, бич, бич. بدك سونسا ريك حال نو سون خوش خال خوش تكروي دعال تعموت سال تياش دوس قيهمش دعال اتشم اتشن رجوت دل ما دي زيحون ميشل دالي حقوش داك وز دوتش دالي سون دالش تانا انترنت شواخين يا اوش خز دا صعبه يا بواش وتصقعون يتي وتصان واخوشن يا بوسو بوصان كيسو صان واخوشن قميل جيرو ياسومش إيش نو снова же из-за бахан худу бахан вой бяхбу вой олетер сондер бахас чаберло вале шару вале шото мило вала санохчу жим вала вок вала дик вала санохчу нохчу чоше нохчу чуна жуаптал диз вой цадой вой идама цадиня вой игоши юка метик шлиев мадрил де лаха сразу же появляется сепаратизм. Начинают говорить, то отдельно дар, сан قاعدين سعدا وات ولا سعدا والله مسلا باس توج ايبلوج اودر او первый имам семействами. Так уқару ها صوبر توج انت دو او вообще دو قبول سويل لكن قزر تكون سيرنايمش لكن شوت واش ول تكون واتر يويش او то قاعده دو кеша, допустим, те же самые Гуной Варандой. Они в свое время были одними из самых сильных были не то что осваивателями земель затеричных, то есть левый берег Терека. Но границы докачивался, плоскостной территории, чтобы антия, ло, лямничка, лекдолч, хена, бежни, шиязу, кидегда, и терский мохни, ари, ошо, ветик, шатига, и осваиватель шмышку. Гуной Варандой был. Ларзан гал, черленный, ошо, метик, хайль шмышку. Варандой Гуной был. Первый терский казак, штелет, дукобиш, бейт наш мышку, Варандой Гуной был. Да, в 9% соотношении 70-80% Гуной Варандой. Теркал сихабы, юния Варандой, гуни халбаныш. Ну, что было, бисин был, 10-15-20% Варандой Гуной. Царь и бисин чхайна, Варандой, кезго бисна, Гуной бисна тига алса. Царь, шей лач, даур дать, о, хат, он бил, вот такой царь. Хат эбос был терский, данской казак, он бил, шаквой лач. Един чулт яхта ишки qarца бел чулт яш ат асбоша терски казак сига станичина церцанит ахқи qarца лоша вайчар дауд тер хазук эймед ош хазда ца зуд еди хаял лоша кидет ах куначто конечно гергалоду если атуахтер зуд един хача вай варам хулта из-за счет этого из-за этих отношений до дадерзу гуной бел хар церцан он дальше гуной тебел хар гуной Теперь реально чуть гягу, они договаривались. Поэтому появились вот такие вот фильмы, ролики, где говорят казаки, мы научим вас чеченским традициям, мы отправим вас к чеченцам, потому что царь ногчища, хутем лайбурхе, на хедекхена. А вот то, что говорят,
هونيادين هرخلي هونيادين حق يوشخلي قرب موشخلي نوخشي ولي لبو تيب ولي هونيادين أول عودو إلي كيش عزوز إلي هم شيء эти вещи, которые мы говорим времена джахили, то есть дин дик чавдалас дочхана хил доломша хаму абаха харцацалис тагана ой междик что ой шадеш бусуду танк арп мошнах бац والله در كمان تيشناخ بات دال سما جنوم شتاتش ديردو زود عدايتين بيش دعتوسي دعوة دي ميكلو بان مخكو دي يقول واللي يشناخ بات ديردو но мы же из-за этого не можем отказаться от них. Цугайнах харцана хинцах ой бог буду не сонте багонте хил. Сундера сюк хачик ам дих ишат. Наура наур махбу тана цига асбеш мышбу. Чебер вайбу дукабеш. Шарвайбу дукабеш. على تركل دي أتقى بلاسكسنا تيريتوري عين بوش منا ما بتيجي عسبر. إنسان يقع عين Калиновский. 60. В основе своих они проживали в горной части. 67 по 74 год. С первого по 6. После возвращения с депортации. Даже у вас ما بتيجي عش. Это дукбеш بعدك دي читать терский казакиш армянш грузинш шамасук ам дерцига. Ну основной тига беш амабох гуной ерсной был основной подавляющий алсам беш бац. Но они эти места кровью своей заслужили. Они воевали, они стояли до конца. А вот эти не таванешина, они обоснованные тычки. Я считаю, что это и вот акабах. Чеберлайса шичуайбу, гунвайса шичуайбу, варандуайса гергенахбу, не шичуай. Так. Аз такие больше самасу аур ишта иш гергел хошим. Но аз дуйцега саиш гергел халар мадацас дуйшек. обоснованный хунду. Потому что Ахтан киегу урмалена ДНК дало, хорошо قطع ديجيتال. Он раз ДНК союз, он ночью ДНК союз. Есть. А то, что мы Уайтанхена рукшкала, веддачуна, меттиглушкала, это было на самом деле государство, самое демократическое государство, где мы поддерживали это благодаря чему? Свободе. Своей свободе. А не нравилось это почему? Потому что многие, они хотели князья больше, шейсан царь батюшка больше, челом битте дяша, шестан хилбошкала, раскаш. Ага, и умрез больше, кабардинский, князья булар бюд мелбехнет. Дух помобехнешь. Хабехнен, уахойшен, ойст эмшбеш, аэйн, пыргату машер мобельна, дауана гуцак, език биснешбо. А то не стоит, да, царь шаш миш бухацан. شش حنا حبل بوخاتسان شبوخ ميشا بوخاتسان وان دنك شي سمني يشتان ليش سوق دوك كيشلوك دايتين يازين ديريكتور دايتين دوك башлам хаса юртовский баба юртовский район дука болонки просто ночи больше шей ормер дуинда ночи больше онки мат акумыч садин шаш онки бубоштан леш буба не очеченились, а наоборот. Он даже тест сдать мои неактиву моволи на хажага, каждый сдать мои на ночи орамбошку. Просто Санхена это был язык, власть у них была, царская армия за ними была, то есть им наделы дали, им дали возможности, и они воспользовались. Их же сюлебу. А то она, хадайла, сюлища один сюль, чеберло, шей üstü даже шляла. Маслела чеберлой, сюлищи üstü. Наоборот, хилдолхума, но они сегодня этим пользуются. Почему? Потому что такие генчулюка, а такие гулоча ногчибу. Там негативные фоны, на этом негативном фоне они сыграют, они привыкли, что... Вахит совет айдил долж нахчи бежица вьет штюле боги царь юрт баш бойча илмаду нахчтан му баш баш. Но я имею в виду, почему они это используют. За последние 20 лет вот эмшпош, вот ишмацахали царь историк, астоцел, кедик астоцел. Они занимались тем, что пока вот амби войн да элдол хума поддерживался что главное гоник эльчаны выехать. Вот в чем причина. И сейчас вот код эхитин талуш ам шваруш дебадев свой дадуил дельча инца докобоча хастахиет. Не нравится, потому что ночью начали говорить свободе. Шумильш духа, шумильш буха. И шхалдуша, так,
ده البرت صعب والله آمين. بيت نش تسويش تطير نش تعدو خيل вот إيش ситуация Да, лучше церковь публичность, может, билгалвал, гейт, Свободы бич сон аватарки تعاوما يوش إيش نش أصابوش принимать без باسر أحكي الغوني اشتوقوا خان تقر واقع بنتي رواصل ونش بيت خيل شوات قوش شرال تيحي نوزيمن ده دقوا بوش دقي خات حونات شنو دق هم ما خايتي يعني أربعة بوش وكمان بير بون ساقي حوصر دون واسين ده ده الأتو بول ها بالغ تيح وين يوس بول بوع بيلق نقدر ضعيف بيش دقيقة اليوغل مو هو الويسو السيتي تتاعي لون سمجت ولا سو هوقع у меня, как всегда, идет своя тема, и здесь идут перипетии, войны просто идут конкретные, пока я здесь. Собел. Ваша осицовом последний сюжет на гей. Последнего нет сообщений. ياتسون دقوق если бы حياة نخلي عريس إيدر وإنتان دنات دي أشغلق قوي استقبيوات цундера. Так что я точно не перепутал. Если бы я анхляха, асьяна и дальше нажри. Масухена альмол, да рейс хилдаса, юла шаятин алдонатор. Тут речь даже не об этом. Если есть вопросы, задавайте. Главное, что соцагательчане. Башлам, аж ты сказывается какой-то Хамчиев. Да, уж, конечно, Башлам после замечание в исконно-ингушском головном уборе тюбетейки больше не стал ее носить. Да, там кунзал быть нас проблемами отцоба, да? Шачи, валя, рисковать дед. Ингушский тюбетейка, я не знаю. Ингушский у меня нету, но, вага, иншаллах. Новчий персиога. Просто каждый раз изу еще раз Бог кварт бацал, да. Ишь бая. Цагал персиат вага, новчий персиог. YouTube чурхатта, что ажвап лудох проблемы. Через хасавош, через PayPal я что онлайн строчку абул, а сияет не я это не душу уже. Тут проблемы. Мегаду. Аршты основали Орстпай. Никакой Хамчиев или другие. Вот сейчас пришел, дал эту бар Абашламел. Аслан Рус. Канадир, Рикхуай, Самбелла, Рикхуевский спецназ, да, Духуа Хуала, да, Сарела, Яйтнага, Будисник, Эзешка, Соуда, Хил. И Аптино, да, Айтин, за родину, Алдана, Айтин, да, Духуа Хуал, да, Будисник, Эзешка, Соуда, Хил, Хакачешун. Ильяс, не туда, а на другой Хаяйта, на Башлам 3 девятки, Альчунт, Яйта. والله دختاش أستحداد عتبة كان أصوخه يقطع
وشا أسم تبعقنا لايف يقير ده شو دقداش أس يا لايف يقير صديق شو تعني يقير صديق أس يا نكون يودل إلياس وشا توك شوية именно на башлам 3 шуя тига жо флодушун кур харс сунд кур харс я сунд чисто нохчи пясю бусуб дне нохчи цасу ингушский пясю ахиллам яц. Так, сейчас подождите. Так. Турсел дук, меч благословенных ребят. Турсел дук, меч. Силы хребет. Невысокий хребет на стороне высоты 300 метров над уровнем моря. Щикаргала, Щикароевцев. Башня, укрепление между Турселдук и Футанчу. Вот такое вот, оказывается, представление. Уарской Махбухони, Щикарой. Вот родство, еще одно родство между исконно Нохчитейпом Щикарой и Уарской Мах. Вот. Вот такой вот. Руслан Аргунхо. Ай, выжри, пошла тема. Руслан Аргунхо, чего харачо штир, ла заданати дина. Харачо штир, дал саадуэл, харачоевцы подтянулись. Ваша асьяшауны, кейтенсо, это хорошая для меня информация о том, что Щикарой гал олша, Уарской Махка, Мехтик Халара, это новое что-то. Микротопонимия, Ход Танчу, первый, второй. Турсил Дуко, что метры. Меч Бога, селы, хребет, невысокий хребет на юге стороны, высота 300 метров над уровнем моря. Щикаргала, Щикаровцев, башня, замок, укрепление между Турсил-Дук и Футтанчу, на юге окраине. Вероятно, первая часть связана с этническим названием Щикарвай. Щикарвай. Вердбайра, Арбы Балка. Так называлась Балка. Так вот. Тафуточи. Да, оказывается, видишь, Хвартан, Щикарвай, Шугергер Халаун. Щикарвай чисто исконно вей нохчи тайп докшун. Так что я никого не удалял. И когда... Ильяс, Ильяс, Айфиляу, Ханиш Кэрья Анхум Хельчвайк скидывать, я докладываю, вообще информация. А вот у тебя по этнографии бывает очень хорошо. Гуноемский воевош, самому подключиться. Один он тоже мне прислал 1-2 карты. Это хорошо. На Ютубе тебя больше смотрит башлам, больше 100 человек. Вежли дейрезка Ютуб чуаболш. Вежли на Аллах дал сиду ашу. У меня сейчас просто есть момент некоторые, которые нам нужно вести прямые эфиры здесь, на этом канале. Более закрытый, более такой, сказать, важный момент. Я всем сказал, все, кто хочет наши эфиры смотреть, поддерживать, разговор, говорить. Да, я знаю, что здесь донатят меньше, я знаю, что здесь меньше уходит в прямой эфир. Но здесь я, по крайней мере, знаю аудиторию, которая у меня есть. В отличие оттуда. Нам нужно всем, чтобы здесь подписывались и сюда собрали. Кантаева из Кувары, про них знаешь, про них пошла. Не знаю, ваша фартан, цахаунзу ваша. Поэтому сюда приглашайте и Башлам Лайф, и Башлам 3 оба наши каналы. Просто здесь видео чисто по нашим, как говорится, все, Ильяс, дал сиду, дал духуахол, братишка. Здесь нам нужно более активно работать. У меня очень много материалов, просто-напросто я не успеваю. Сейчас я в данный момент буду пока по междуречию бить, междуречию Терека Сулака. Буду точно так же про Уарспай и Карабулак у этих кабардинцев взаимоотношения. Момент чутига с Черсичтани Адыге.
Вот с ними буду информацию укладывать. Еще все впереди, поэтому двахкуду удачу. У меня есть еще карты скинул. Гуноваш, Дересхил. Карту он имеет в виду географическую карту, не финансовую, успокойтесь сразу. Возможности немножко, конечно, у нас ограниченных, но, несмотря на это, душом. А все остальное, когда что-либо приходит, вы мелодию слышите, это значит поступил донат. Если через PayPal, но в основном у нас присылают 2-3 брата с Европы. Вот Рикхо присылает, иногда поддерживает брат. И еще пару человек, которые с Германии поддерживают, бывает. Валикум ассалам. Остальные по PayPal у нас очень... Башлам, Гезлай, Муахк, это Казахстан. Нет. Гезлай, Муахк, это Татарстан. Татарстан. Гезлой это татары. Не путать с Гезлой тейп. Гезлой тейп это другое. Гезлой, Гезлой это разные. Не допустите такую же ошибку, как и я. Поэтому... Какая связь между Галга и Галгаской? Это нужно спрашивать у Абадеева. Галга, насколько я знаю, теперь ныне самоназвание ингушей. А Галгаской это терские казаки. Крепостные терские казаки. Башлам, кандидатская по истории язык хуоляю. Я по философии. По истории язычью воля, я по философии. Не знаю, я бы по истории тебе сказал, язык кандидатскую написать на Чечен Холоша. Я бы сказал написать по истории. Философия направления это неблагодарная вещь и очень сложная. Я знаю, у нас есть доктор, кажется, кандидат исторических наук или доктор исторических, филологических, философских. Доктор философии у нас есть, но все равно я бы предпочел, чтобы ты изучал историю. Не потому, что я, по сути, но в любом случае это очень важное направление. Что, конечно, сегодня не очень просто сделать, и даже по финансовым соображениям очень сложно. Еле-еле-то. Ну, сейчас книги пишут в основном, если про книги говорить, то это... И мы получили философию. Философию. Брат Гуно задонатил от Гуной и карты. От Гуной и карты не только географические. Гуной, ДРС, да, духовой, будущее, язычка, солдаты. Философ, ты мне давай здесь сейчас зубы не заговаривай, ты к философии тянешься. Хай отец оди, а кош ди, а то сдать веро. О, Квасашу, отец, поддержки Аллах. Квасашу. Конечно, ты напишешь, в философии ты тянешься. У тебя такая философия, соборля, отец, ты хочешь, да, асол. Да, язык, да, это дом. YouTube, что, хашкару, я тебе сдам. Башлам. Здесь, в Канаде, Рикхо, элитном спецназе канадской армии. Как ты отгадал? Рикхо, да, Сидуэль ваша. Да, духуа, хуэл. Мне очень приятно особенно взаимодействовать с нашими братьями, которые в Канаде, которые в Штатах. Это очень приятно, потому что в любом случае дело не только в самом тейпе. Я про Рикхо много написал, знаю достаточно. Сам тейп хоть и маленький, но он очень в свое время воинствующий был с точки зрения и соседствующими представителям Нуцау, Муцау, Шамхалат и так далее и тому подобное. И по мне, когда наши братья, которые живут далеко, смотрят, поддерживают, неважно,
опять же, тут не важно, какая сумма, но поддерживают, это очень важно. Почему? Потому что я с гордостью говорю, Рикхуай был Канады, Рош был Америки, Клечан был, она восстал Диашбу, Хауш был, для меня это очень важно. Это не просто слова и понты получается, как бросают многие. Хуай Мацведов, Ожри, пока я без машины, пока я пешком, прошу на меня не обижаться, по мере возможности я постараюсь, попытаюсь поехать, но пока это он что-то ограничено, бушумай. Я без колес. Казахстан, так. Что делаешь? Отвечу сейчас понемножку. Думаю поступить на аспирантуру. Аспирантура это хорошая вещь уже. Казахстанер, наверное, не понял. В Англии много наших и в США, но тихо сидят. Ну, для меня, я про подписчиков это понял, просто какой-то, кто ты по профиль какой-нибудь у твоей специальности. Аси Зелемский с Муси Хау. Я не понял, сидят. Короче. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вот, у нас по истории, по нашим историческим материалам очень много чего интересного, но многие люди, к сожалению, забросили свою историю, забросили этнографию, географию и начинают писать и говорить мне, а вот зачем это надо, что ты преследуешь, Капяк халхакан бог. Я чечен хокя тода суба осень. Брат чечен мой понял, о чем я говорю. Квасин цоса, квасин. Салам уси то. Салам уси. Башлам ой герб хючу бог. Цахум дяцердуч. Герб уже наоборот хитины. Там как бы подведены они все. И YouTube чурвежришка, да? Ютубер вежри подтянуться до был. Вот прислали донат с таким вот названием. YouTube чурвежришка. YouTube чурвежри. Аллах дал сейду, Аллах духдахту. Не мы такая, жизнь такая. Да-да. Пока официальный герб никто менять не собирается. Этот герб уже установили, там Тибустма гора указана, там есть башня, есть историческая башня, есть аналогия нефтяная башня, там есть 10 колосьев в виде как 10 тейпов, которые не вошли в состав тухумов, варов. Есть 9 варов, которые снизу централизованные, как в виде звезд. Знак вечности вокруг национальный орнамент ногчи народа. То есть там максимально задействовано все, что касается нашего народа. Красиво, некрасиво, у каждого свое. Это слово Эртан гора и слово Эман кладбище. Что Эман кладбище. Что означает? Не слышал слово Эртан. Ошхазасон Эртан гора и слово Эман не знаю уж. Чего не знаю, того не знаю. Так, флаг, хейц, харца и татарский вариант. Урус Мартан, нахрез, бац, бахар, шей, район, герб, тях, сейбу, эл. Герб хазиуэй. Юй, тях, и хаз, съеда, бош, дейл, рез, хуил и дагдяш. Да, кстати, там девятиконечная звезда. Вот, особенно такая, как у нас ногчи Башлам, символизирующий как раз 9 тухумов. Ну, или, как это правильно будет сказать, 9 варов. Так, и еще один донат мы получили. Этот донат поступил от Эльстаншхуай. Ну, за Эльстаншхуай. أبتي سنبولك أنت شتير أبتي الله دال سيدوال دال دق وأخوال أبتي انتير دايتن شنجا إردوس دال دق يا أخوال يورش إرستن شوي بو خورش صنعية رعسادوي بو ماتسو سادوي إرستن شوي طان ударе. Если не ошибаюсь, это уже второй донат. Дальше.
Дальше. Башлам. На нашем языке есть слово герб. Флаг. Флаг не байрак. Переведи на одном сайте. Герб вышло слово зорх. Посмотрим, Везри. Я немножко не лингвист, я сразу прошу, чтобы, если я вдруг допускаю ошибку, вы мне скажите. Иногда автословарь заменяет. Если сюгер саледр дуэля, просто напишите в директе, я исправлю. Я многие вещи, когда ты подряд раз собрать, я упускаю моменты. Сюгер ледр дуэля, часунт, делать, кардать, хотя сюгер эльчани, сдани сиришун. Тем более, что я схавал, что мусор. Башлам, очкой мартан, герб борз хил юлш юбах и сед бош. Очкой мартан, берзлаем дерю, дик берзлай. Эманы есть кладбище, и даже Дюма про это место пишет. На вас, вот Дюма, Басара Язер. Подожди, я еще скину столько вещей, которые ты тоже вообще и знать не знаешь. Но все знать невозможно. Дальше. Может, закатим голосование восстановления Чаберловского района. Чаберловский район давно хотят восстановить, только людей там нету. Зорх – это печать. Это печать. Ба. Есть уже все условия для его восстановления. Ба. Ибрахим, он не полностью видит сообщение на карте. На карту. Я вижу то, что иногда полностью показано, иногда кусками. Через PayPal, когда отправляют, вижу Башлам. Бакдуй став Кхана Аюк, нынешняя территория Эстанжига, Багдад. Просто из-за созвучия. Это Сюлиш подхватывает ящи и нарнейчи помеждующие. Ничего общего с Элистой, Элистанчхуай не имеют. Совпадение не больше. Рикхо, салам, маршал, душуг. Соухон, Рикхо, Аллах, Эхтубар, Рикхуай, Берзлаю. Особенно канадский спецназ. Связь Ахальч. Шейх Махиллар, она остал до хаусуш. Так. И еще один раз. Аргунир Руслан. Аргунхо Эл. Руслан Аргунхо. Захарачой Эл. Харачой штир. Да нахтяйтин дал сайил дал духуахуан. Я тут напишу Ледарло Хюгриял Йолу. Ты много тем про индушей умалчиваешь. То, что давно надо говорить, ты много вопросов про них пропускаешь. Ну, и что-то вешался. Пора восстановить. Ачхой, пора восстановить. Там дальше. Карты Аю. Уже есть достаточно домов и людей. Я не против. Если вы напишите петицию, я только поддержу. Давайте, пишите. Я поддержу, как могу. Так вот. Таис Березхил. Независимый. YouTube Башлан Лайф независимый. Вот, так что канадский спецназ Рикхуа Визребу. То, что шиецельниш халшкаларам, это сайцельниша, сайчурниш халшсан хиецу. А те, кто далеко и смотрят, это вообще бывает настолько реально. Она осталдяша. Башлам, ты не прав, когда говоришь, что среди ингушей у нас есть братья. Я промолчу. Да нет, почему? Канадер Хельшосон, Доксонах, что вы думаете? Знаете, каждый по мере возможности, да, $100, $200, да, это я тоже буду отсуваться. Нет, ваша, тут нету речи о финансовых какой-то подоплеке. Каждый сколько может. Я еще раз повторюсь, тут речь вообще не об этом. Если бы здесь было бы написано, какая сумма приходит, вы бы это видели. А так, не надо здесь думать, его представить, где отец убог свой телефон, давишь. Сун свой бинвать, мятер, очхой мартаня, доквежли бувай. Очхой мартановский спецназ, Сирноводский, доквежли був, связя був. Ача болбеш був. Так. Сеймашкер був.
Закан юртар бу, Котар юртар бу, Уалар дир бу, Гихтар бу, Духшмех дир бу, это авор. Западный сектор полностью во везде в курсе бу поддерживать Дешву. Так что здесь ничего такого нету. Радчал держаться Дешву. Вот. Гунуай сейчас очень сильно начали подтягиваться. Гунуай, Варандуай. Варандуай в одно время активизировались, Аджим Лахбела. Рикхуай в теме был. Несмотря, еще раз повторю, от того, что их там от 5 до 10 тысяч бьебаси от Саша, Рикхуай чего активный был. И кто-то задонатил еще. Вот Руслан Аргунхович, донат. Пошла жара, Руслан Донатил. Так, тот, который был в эфире недавно, Цо Мечах Язиню Бахара, про нашу информацию. Он сказал, видеоролик, сказал он где-то. Видеоролики Барцу. Я что, один тут с восточной стороны? Нет, я тоже оттуда. Сирноводский Рамзан к эфире Велери, он нам предоставил важную информацию в тот раз. К связи с Директ он мне предоставил информацию достаточно, особенно про этого балабола, который попросил жаловаться на мой канал и так далее и тому подобное. И, кстати, про это есть отдельно, но давайте сделаем так. Я не буду выкладывать отдельный пост, но мне прислали скрины, прислали видео оттуда, где, когда им задали вопрос, один написал, у меня есть скрин, в принципе, я любому человеку, который хочет, чтобы я доказал, я докажу. Он написал, что 10 лет тому назад якобы какой человек на меня просит жаловаться. Я это не скрин ушел. Он говорит, что 10 лет тому назад сдался в Дании. Рикхо, Канада, Башлам, Ахсялч, О, Хаздуаш, Алла, Рикхо, Шляца. И Дерес, Хилоша, да, Луквахуа. Рикхо, Шляц, Вадиц, да, Ланшала, Духаунду, Язай, Нацарах, Ляцни. Цундера وي اتوماتيا سجت يش ونداشون ماجدك حد الفيديو قيه جوا чуквасна реквай берзла пока активную делает. Надеюсь, они будут всегда в нашей истории такие активные. Так вот, он написал, что якобы 10 лет тому назад они сдались где-то в Европе, то ли в Дании, то ли в Германии, под названием чеченцы. И через определенное время якобы чеченцы их сдали, сказали, что они не чеченцы, они ингуши, и их оттуда депортировали и приехали домой. Из-за этого он ненавидит чеченцев и против меня просит всем, ходит по всем ингушским пабликам и просит, чтобы меня заблокировали. Я при чем тут вообще? Что их оттуда убрали из-за того, что они там не ингуши или там не чеченцы. Я при чем? Зачем на меня жаловаться или что-либо? Не сохал бирбардуцу жаловаться. У меня есть договор с Инстаграмом. Они знают. Я подтвердил свою личность. Мне за это переживать ничего не стоит. Ну, обоснование. Где я оскорблял ингушей? Где я оскорблял любые другие народы? Я не народы оскорбляю. Я оскорбляю людей, которые оскорбляют мой народ. И что у тебя? И что у тебя? Они же по книгам говорят. Я говорю точно так же по книгам. Я ингушофоб, я всех там фоб разных национальностей, а они красавчики. Так получается, что ли? Нет, дорогие мои. За 20 лет вот сюда сели, покатались, оскорбляли, унижали, книжки писали, а теперь какие ко мне претензии? То, что я отвечаю. Никаких. Муаммад Инхаршунса, я умела, яйца, что там, что-либо. Еще раз повторюсь. Это обычное дело, что во время эфира кто-то поддерживает канал, кто-то стримит, помогает по мере возможности. Это любой вопрос можно задать, там, оплачиваемый стрим. Ну, Ибрахим Индикхари ситуации, тот, кто в Ютубе знает, что за каждый вопрос можно монетизацию включить и все остальное. Я ничего не прошу, я прошу, подпишитесь в Вежре.
лайкайте, там во время эфира в сердечки там нажимайте, чтобы эфир наш выводить в топы. Все, что я говорю. А если кто-то донатит, я всех благодарю. И заодно хазхалит, войнохчика хазхалит. Разве что плохое я делаю. Я не вижу почему-то. Почему невозможно тебе валюту перевести? Возможно, ваша гуно. Есть один мой знакомый, он через PayPal мне перевел 3000 евро. Он попросил как он перевел, они просто единственное, что происходит. В долларах, в евро, да, нерцу, они просто сразу перевели на российскую валюту. Причем у него за перевод 3000 евро обошлось 3,99. 3 евро 99 центов вышло у него. За перевод 3000 евро перевод Денецу, а сдали сразу. Вот и все. Доходит валюта. Просто они проводят конвертацию и все. Можно в евро отправить, можно в доллар отправить. Можно в монгольских тугриках отправить, они доходят. Поэтому почему-то то, что я делаю, все куда-то уходит. Я еще раз говорю. Вот смотрите, где на номер, что указано, невозможно. На номер, где указано, ваше невозможно, потому что это сбербанковская карта. А если ты хочешь номер, которым освободила, сейчас минуту, подожди. Оша, смотри, есть, вот у меня есть, я когда-то еще делал, смотри, есть вот такая еврокарта, то есть сюда на евро. Я ее сделал. Минус 25 евро лягчуарса, поскольку сюда никогда ничего не поступало. Вот эта карта, еврокарта ДОР, MasterCard, еврокарта сбербанковская. Есть она у меня. Если хочешь, я могу написать номер, скинуть. Не знаю, дойдет или не дойдет, но она работает и действует. Ищ ситуацию. Есть. И вот это у меня сбербанковская карта. Она обычная. Ищ ситуацию. И есть PayPal. Я не знаю, мне через PayPal обычно присылали, а через карту номер, вот, если ты хочешь, сейчас я тебе отправлю. Проблема его шундация 54, 69. Но она у меня использованный, да, царь. Но после того, как некоторые ублюдки взломали, бекаш и состя и глачай на парад бевлюш, ну, вот, и он, аздаятин. Вот она есть. Что касается остального, мои братья и сестры, повернем, вот. Ера с чуашо берлогюхар. Ер телевизорю. Это книги, игорки. Вот мои карты, там мои книги, там мое кресло, картины. Вот. Я все остальное вам показывал. Соочи, миловага. Да, это очень смешно, конечно. Кто-то прислал. Пришел донат. 1 рубль. Это от Руслана Хожахмедовича Бузуртанова. Вопрос, да, это от Руслана Хожахмедовича Бузуртанова. 1 рубль. Бузуртанов. И 1 рубль. Бедоч. Хавала. Асегеник. Дада я чудар тиешхун. Проблем яхцун мой. Дадо айтар донор. 1 рубль. Короче, задонатил нам Бузуртанов 1 рубль, короче. Вот так вот. Ну, кому что, лысому бантик бях на бахцу. Что я хотел сказать? Я живу скромной жизнью. Я обычно ночью. Сосюажгала ашу. Кузавешу. Сейк даушки. Продаем лахавайга. Материал шуй. Бол бирбу.
сацабир бас, содин мелу, по крайней мере. Ой, ливоштек, дикхунду, ой, тихина хайт. Все, что я делаю, я фиксирую его. Запускаю на всех платформах. Telegram, ВК, Facebook, везде. Вплоть до Ютуба. Ну, Ютуб хоть и не мой, но в любом случае я вашего поддерживать я штуку. Я ему дал разрешение, как говорится. Остальное, все, что приходит на YouTube, все остальное, все, что от меня зависело, Kiwi кошелек я сделал, WebMoney я сделал, WebMoney или Яндекс кошелек я сделал, PayPal я сделал. Все, что вы сказали, я сделал. Все, что вы сказали. Защиту я сделал. Сейчас мелдик, ой, аж дегдяна, хар-хар-ал. واحد وزدنات دينا واحد ودال اتو بوال حبرحته واحد الله دا ساد وال بوديسنك ازش كاسودا قيل ديريس خيل дал докуда до шухала собор делал. Вот про эту книгу сейчас я немножко башлам Facebook чуа мухвазим брать. So Facebook чуа башлам чимаю алязин. Ну сайт церцали. Ну, смотри, по этой книге, она, конечно, кажется, но гора очень интересная книга. Я объясню вам, чем она интересна. Дело в том, что здесь, в этой книге, это Берже, очень маленьким шрифтом, очень много написано. Эта книга... Давайте я коротко, я хочу, чтобы вы... Ну, что, Артем бывает в теле каждого душа. Предисловие не будем читать. Давайте я прочитаю вам так, содержание небольшое о Берже. Берже, АП, Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859 год. 140 страниц вот на этой книге. Чтобы вы поняли, эта книга как раз таки... А это от Руслана Хизриева Вахаевича Аргун. Аргунер, вежри. Да, саду буддистник, язычка судака. Это видный русский кавказовед А.П. Берже родился в 1828 году в семье французского эмигранта. Он получил прекрасное образование, исключительное знание восточных языков и в 1852 году был командирован для чиновничьей службы на Кавказ. Здесь он провел практически всю жизнь. Умер в 1886 году. И в результате напряженных исследований издал около 80 научных работ. Он же подготовил к печати 12-томное собрание документов акты Кавказской археографической комиссии АКК. Ценнейший источник по истории всех народов Кавказа. Монографическая работа «Чечня и чеченцы» была выпущена молодым автором в 1859 году в Тифлисе. Следует отметить, что в понятие «чеченцы» Берже А.П. включал ингушей и карабулаков, подразумевая их этническую общность. Источниками к ее написанию, по сообщению самого А.П. Берже, послужили документы штаба Кавказской армии. Краткое описание происхождения чеченцев. Генерал Фрейтага. Военно-статистические и топографическое описание Большой и Малой Чечни. Капитана генерального штаба М.Я. Альшевского. А также навчийские предания и легенды, сообщенные ему различными лицами. Автор использует также сведения иностранных источников. Ниже мы публикуем несколько глав из работы А.П. Берже. Первые посвящены географическому описанию населенных пунктов Чечни. Руслан Хизриев Вахаевич Аргун. Берже первые посещения населенных пунктов Чечни, причем и тех, которые исчезли в результате военных экспедиций царских войск в ходе Кавказской войны. Последняя глава содержит исторические легенды и предания навчийцев, в том числе и о их происхождении. Разумеется, они буквально не отражают подлинные события и фактов, и поэтому представляют чисто исторический интерес. Для читателя будет не бесполезно сопоставлять соображения А.П. Берже относительно древней истории чеченцев и с суждениями Ипполитова, Лаудаева, опубликованных позже.
Конечно, работа АП биржи не лишена ряда недостатков кавказоведения того времени. Она не может служить серьезным авторитетным источником для характеристики социально-экономической и политической истории нахчийских народов. Но данная работа оказала большое влияние на все последние труды в Чечено-Ингушетии. Без знакомства с ней не может быть полным наше знание о прошлом дорских народов нашего края. Вот такая вот книга, она состоит у нас... Нет, она состоит все-таки из 105 страниц. Но очень мелким шрифтом, очень много написано. Чеченцы, географические, топографическое описание Чечни, краткое описание пространства между Тереком и Сунжием, предание чеченского народа, потом Ипполитов идет, очерки Аргунского округа, Аргунский округ, его величие, его величина, число жителей, племена, его население, вера, язык, внешние подразделения их и религиозные обряды, суеверия и предрассудки горцев чеченского племени, народные сказания горцев чеченского племени, сословные классы, военные значения Аргунского округа и во время имамата и настоящее время памятники древности. Ну и так далее и тому подобное. Так что, Башлам, правда, что новчи когда-то были мореплавателями? Наверное, правда. Мореплавателями они были, потому что выход к Каспийскому морю был. Так. Задонатил 1 рубль. Это от Зураба Гаджиева. Лакия возродится. 1 рубль. Походу, Гаджиев и Бузуртанов решили по 1 рублю отправить. Ну, худейду. Да, да, саду. Именно 1 рубль. Я уверен, что да, мореплавание, что уверен, что это так. Дальше. Что-то по ходу, когда я начал зачитывать текст, потерялись мои братья. Больше я вам читать не буду. Когда вам читаешь, вам не интересно по ходу. Шейтару егли шкупая. Интересно читаю. Я уже прочитал. Можно ее зачитывать, конечно. Но вот видите, составителем является биржа кавказских. Свою цену назвали. Наверное, ваша. Если есть вопросы, задавайте, конечно, я отвечу. Исуам марчу есть. Тебату. Эй, Шейла, марчу ты аршлих, Шейла, да, арцер. Вежри. Когда бывают вопросы, конечно же, его ответы дойдут в шах мадолиш. Следующий эфир, да, вот сюда не дала пятница, суббота, воскресенье, эти 3 дня. Он у нас будет содеин веса, освободила шар. Зарядки целовать, я уже пухтаели батареи, уже пухтаели. Ну, я хапаю швук, пускай заходит. Мы готовы говорить с любым человеком, главное, чтобы по теме было.
Пошла, можешь выпуски проводить с опровержением бузуртановской ереси? Могу, но это получается, что я лакция это как кумыки. Ну, почти. Но Бламберг немножко иногда я буду опровергать, а так сидеть его сторожить я не буду. Эфир могут смотреть только подписчики. Да, конечно же. Я предупреждал, я сказал, что закрытый будет. Если кто-то не подписался, то когда вы будете кому-то предлагать и говорить, подписаться DL, пускай подписываются, отправляют не во время эфира, а вот заранее отправляют, мы будем смотреть и принимать. А так, всякий сброд, упырей, утырков, пока, ну, иногда там тоже будем проводить. Мне нужно, чтобы вы истории, целые документы, здесь мне нужно это говорить. А там есть некоторые моменты, которые, да, я вам сообщу, я заранее не забегаю, садик не кидается, тишь уж. Жим-жима, мой балбир будет сумадя. Вот. Нет, я не уверен, не уверен. Еще раз повторюсь, у нас есть все основания полагать, что уайхи always уайках, эру аулик, шабиш вайнишайна. Есть тому подтверждение или нету тому подтверждения, вы увидите дальше сами. Мы не будем говорить голословно, мы будем публиковать документы. Башлам, как думаешь, на каком языке общались Шамил с чеченскими наибами? Ну, говорят, что у него был переводчик. Нохчи переводчик. Об этом говорит Аль-Карахи. Нохчи Мелхи Башлам, видел ты эти коммерческие ДНК-тесты, где заказываешь набор для теста, а затем отправляешь пробу своей слюны? Эти тесты хорошие, как думаешь, какой тест ДНК был лучшим? Вожрей. Какой был бы лучшим, я не знаю. Но сделать и самому узнать, какой биг-тест, это $600-700. Сделать один раз биг-тест, оставить его, и все. Со слюной, с волосами, с ногтями, с чем угодно. Обычно берут на палочку и сдают, и не больше, не меньше. Это является одним из, как бы, для себя и чадикдуис. Ич воляду, но заказной, какой лучший из них. Считается скандинавский более справедливым, американский тоже неплохой. Но все они имеют один недостаток. Национальность ДНК-тест не показывает. Он показывает лишь родство. Нет, Шамиль не знал чеченского языка. Не знал. Я, по крайней мере, не видел никакого документа такого. Башлам, побольше агрессии. Побольше агрессии. Такой донат поступил, побольше агрессии. Агрессии к кому? К нашим врагам? Да, они и так знают прекрасно, какое у нас отношение к ним. На границам у нас будет одно отношение. Полная ликвидация, ни больше, ни меньше. Что с ними церемониться? Вы знаете, агрессивную политику вести не так сложно. Ее достаточно очень много. Я еще, как говорится, сдерживаю себя. Очень сильно сдерживаю. Пытаюсь сдерживаться. Почему? Потому что вот имеется в виду агрессивная информация. Я боюсь, что чем больше о нем будут говорить, боюсь, что это может негативно отразиться на взаимоотношениях. Кой моя цель не является. У меня одна цель – единство моего народа. Но вне всякого сомнения я не собираюсь ни церемониться, ни играться с этими цацками, прятскаться с этими людьми, потому что они не заслужили иного отношения. Но столько лет они живут, оказывается, все вот это время держали за пазухой камень, ненависть к нашему народу. С чего это вдруг я должен церемониться с ними, или кто-либо из нас должен церемониться с ними? Вот. Поэтому мы будем предоставлять информацию, ту, которая есть у нас.
Вайгдау, что что информации достаточно. Алейкум ассалам. Ой, я предоставить Ирюкшуне. А так, розовые очки пора давно снять каждому представителю из нашего народа. Сумай алхет. Ну, многие до сих пор в этих розовых очках находятся и думают реально, что это каким-то образом поможет. Не поможет. Не поможет. Но откуда вырастут ноги, мы знаем. Сюля сегодня четко, грамотно, по крайней мере, 4 чеченофоба, ярких представителей 4 чеченофобов, особенно яркие представители, ненавидят они ауховцев, Ахка ненавидят, это однозначно. Они сегодня показали, что весь их материал, который они выкладывают через свои порталы, через свои эти YouTube-каналы, он весь включается в этот доклад, который был создан на 900 страницах. Теперь мы без всякого сомнения можем знать этого. Мало того, мы прекрасно знаем, что красный горшок, когда ездит, снимает свой горшок с головы, поднимает воротник, садится на маршрутку, которая проезжает через Чечню, чтобы его не узнали, чтобы его не тронули. Мы знаем, какие разговоры при встрече они говорят о том, что вплоть доходило до того, что он с норвийцем меня обсуждали и говорили, что якобы, когда нечем было платить чеченцам дань, они платили чеченскими женщинами в на царь. Они когда собирались там в Ингушетии. Это мы тоже знаем. Как ездить знаем, маршруты знаем. Что о наших женщинах, о нас говорят знаем. Если красный горшок и его собратья думают, что не знаем, ну, как говорится, всему свое время. Как вошли в штат свой, чем мы платили, как мы платили, при встрече мы узнаем обязательно. Вот. И если вы думаете, что все на уровне просто разговоров, нет, конечно. Там есть определенные люди, которые мы знаем фамилии, кто управляет, кто, как говорится, серый кардинал. Они же говорят, это Артемушка их там сидит, говорит, что мне пишет сценарий в чеченском правительстве и говорят, вот это рассказ. Только он, жалко, не предусмотрел эти моменты и, к сожалению, привязать не смог, как этот Петрушка, который сидит там, говорит, что я там депутат парламента или что там, что я баллотировался и так далее и тому подобное. Вот. Я ни от кого этого не скрывал, что я когда-то баллотировался, не прошел и все. На этом все закончится. А мне сценарий никто не платит. Если кто-то говорит, давайте выясним. Я уверен в том, что я говорю. И что касается уарства, это моя железная позиция. Уарство сунохчи памбу. Нохчи общество и уарство. Для меня это нисколько... Я могу поклясться на Коране, что я верю и знаю, что это так. Никаких отдельных языков, ничего нет. Чапалах хамца ну чапалах доцик дейді. Кукловод и его же друг на коне могут уже женщина говорят вообще. Как они могут, женщина? Ну, вот такая вот ситуация, информация у нас есть, мы знаем, это достоверная информация. Что? Иштбуквай. Цацбол, Квенги. Собираются, говорят, это не фитна, это не наговор. Тот, кто был с ними, где они это говорили, человек сам сказал. И Даде Лабузуртан, Аллах эту буэлха башлам. И наш брат через PayPal задонатил, братья с Европы, дал Сейдуэл, Дерез Хилхиларна, Вистсаларна, то, что поддерживаете канал, помогаете как можете. Огромное спасибо вам, братья мои. Башлам, ты согласен, что это Ламберг согласен. Пока демонстративно показываю, всем не накажут таких красных горшков, хотя бы одно, они не перестанут нести эту чушь. Я скажу, ну, что хорошо у красного горшка? Он говорит, нарушил пару вещей. Высказывания зарегистрировали неправильно, заскринили. Мне кто-то присылал, что он, оказывается, он
говорил, что Министерство обороны Российской Федерации потворствовали якобы боевикам чеченским. Ну, якобы есть у них скрины, где он с кем-то общался и говорил, что то ли Басаев с Хатабом уходили под прикрытием вертолетов, уходили с Ботлиха и так далее. Там это есть моменты скрины, где мне кто-то вроде бы отправлял, сейчас я не помню где. Но он переписывался и говорил, что как зашли Ботлих, чеченские боевики, так и вышли вместе с ним под освещение вертолетов якобы каких-то. Ну, мы знаем, что на территории России никаких вертолетов, кроме как армии, российской армии, не может быть. Значит, он говорил, что боевики вышли из Дагестана при поддержке российской авиации. Это было высказывание Зураба Гаджиева. По крайней мере, ник был Гаджиев Зураб, и он переписывался. Вот такие вот вещи он говорил и писал. Такие ошибки он допускал. Мне, по крайней мере, скидывали. Мне, честно сказать, до него нету дела. Красный горшок просто-напросто пускай занимается своей темой, не лезет к нам, и мне такой человек для маслахата не нужен. Его друг Куколд, официально Куколд, бывший ростовский мент, на днях питерцам свою жену показывал, так сказать, смотрины ее устраивал. Ну, короче, наверное. Маршрут яхки езерчен. Ну, маршрут яхки езер, но из-за юахкарю махетня. Да там же вопрос не только там, то Артемка, то Русик, то все, кто хоть как-то каким-то образом может навредить чеченцам, ногчи, у них паническая атака, у них идет сразу, пуканы подрываются, ну, что поделаешь. Они будут обсуждать все. Будут обсуждать все, от финансов до внешности, до каких-то источников. Я не сомневаюсь, что есть в дагестанских источниках какие-то чеченофобские высказывания. Конечно, будут. Ничего удивительного нету, потому что если даже среди якобы единокровных наших братьев есть такое, то что удивляться, что от Сюли не будет. Но Сюли рознь, есть там и достойные братья-мусульмане. Время покажет. Но ногчи наступать не будут, будут доказывать свою правоту. Жаль, что мы слишком поздно это начали, но раз взяли на себя, нужно вести до конца теперь. Какие данные, откуда они? Если где-то 20 человек с одной чеченофобской группой проголосовали за что-то, это не знак, что остальные тоже. Я не понял, о чем вопрос. Маршрут хахшу. Кейтерсон, Ибраим, маршрут хахшу. Уже маршрутки что, ластрумация хотя бы, ну, где-то двое, короче, не в прямом эфире мы это будем, да, обсуждать, это нюансы другие, вот. Вопросы. Очень странно, значит, получается в процентном соотношении 50-60% все, кто заходит у нас такой между собой заходит к нам в эфир, это норнейцы, представляете? 40, 50, 60 человек, я вот смотрю за целый эфир, заходило к нам, и плюс 100 человек в Ютубе. Ютубовских братьев оставим, это отдельная армия. Но получается, когда в обычный эфир я захожу, под 100 человек был на том канале, получается, ровно половина заходит норнейцы, а вторая половина это наши подписчики. Вот так и живем, братья, вот так и живем. Ну ничего, альхамдулилля, мы от этого работы не станет меньше. Публикации будем продолжать. Не забывайте лайкать, читайте. Я очень много интересного закидываю о нашем здоровье, о нашей истории. Не только нашей истории, иногда некоторые интересные моменты скидываю. Пытаюсь чем больше, чтобы аудиторию разную привлечь, поэтому иногда бывают рекламы, но рекламу в основном я закидываю в сторис. На ленту я рекламу не закидываю. Дело даже не в том, что я слишком дорого прошу, но ленту свою я пытаюсь не пачкать. Просмотры очень хорошие у нас, иншаллах. И в сторисах очень хорошие просмотры видео. Некоторые доходили до 40-50 тысяч доходили. Даже были 65 тысяч просмотров. То есть на одно видео, я имею в виду. Обороты набираем понемножку, как говорится. Хотя аудитория небольшая, специфическая, но люди смотрят, раскидывают.
и распространяет, и в ТикТоке раскидывает кто-то, и в других местах, в Фейсбуке. Я поэтому призываю, не забывайте приглашать к нам в эфиры, пускай подписываются. Особенно нам нужны сестры. Чем больше сестер будет в эфире, тем больше будет. У них разведка своя очень сильная. Женская разведка – это очень сильная разведка. Если кто-то из них узнает, все, они подтягиваются просто прицепом огромное количество. Вот. Это однозначно. Поэтому нельзя, конечно, отказываться от доблестной нашей второй половины, потому что это как минимум половина нашего населения – это женщины. Нет, не согласен. 99,99% ингушей, чеченофобов не согласен, Фабудов. Категорически не согласен. С этой честью. Нет, не согласен. Недостоверно. Слишком большой процент. То есть ты, по сути, говоришь, кроме одного человека, остальные все чеченофобы. Я в это не верю. Сколько бы норнийцев среди не было, такого количества нет там. Не только там, но и везде. Я надеюсь, таких же чеченофобов и норнийцев нету и у нас. Мирный строитель, тут я с тобой согласен. Почему-то строить карьеру, политический какой-то вес набрать обязательно нужно с Чечни. Ну, коль ты с чеченцами рамсанул, тут и вообще давал крутой, считают некоторые, так? Зачем? Не знаю. Башлам, отдай Бузику его рубль вдруг, он послал последний. Нормально, не знаю, я... Бузики, красный горшок. Это мне раньше присылали так. 0,1 копейку присылали, но я смотрю, у них уже бабки появились. От Гаджиева и Бузуртанова прислали по 1 рублю. Ну, что можно сделать с 2 рублями? Сами подумайте. Башлам, спроси у любого ингуша, чья земля, и ты узнаешь, чеченофоб он или нет. Нет, по такой тематике нельзя обсуждать, чеченофоб он или нет. Он может быть глупым, он может быть необразованным, он может быть любым. Насчет земли там многие даже не знают, что они говорят. Они не знают даже, в какой стороне эта земля находится, как примерно. Не знают, кому она принадлежит, не знают. Дело в том, что неважно перепроверить, спросить. По этим жалобам, эти скрины, почему я закидывал? Они повально начали их распространять только за счет того, когда ты им спрашиваешь. А вот покажи, заходили многие братья, мне скидывали скрины. Я же вам закидывал. Они говорили, покажи, пожалуйста, где Башлам говорит об ингушах негативно. Где он написал, что вы там такие-то хорошие или плохие, там, именно про ингушей. Хагайт. Шайдала хагайтиш, ни один из них не может показать. Ни один, кто связывался со мной, не может показать. Я же всем, я поклялся, я говорю, хагайт, если у вас есть, покажите, что мне заплатили, покажите, что мне написали, покажите. Ничего. Я вам показываю каждую книгу, показываю каждую вещь. Вы можете любое, что там вот, прислали, вплоть до того, что там просто кто-то из подписчиков решил мне там кофе подарить или кофеварку подарить. Я же все об этом рассказываю, показываю. Это не потому, что у меня нету этого, или я бедствую, нет. Я просто хочу быть с людьми открытым, откровенным. Вот. Что моя мать бывает в прямом эфире, я вам сказал. И я много раз здесь, когда она прямо в эфире, называл ее имя. Кстати, Тазбич, она ждет от тебя эти листья черники. Вот. А то, что люди, даже когда у меня не бывает эфиров, некоторые люди иногда присылают там, кто-то там задонатит хоть немного, я вам во время эфиров об этом говорю. А так, была машина, да, была когда-то машина. Сейчас нету. Что мне от вас скрывать? Где я живу, welcome, можете приезжать, посмотреть, с кем я что говорю. Никаких вопросов. Есть ли у меня какие-то братья, которые мне помогают? Да, есть. Я не спорю. Это молодые энтузиасты, также блогеры исторические, с которыми я общаюсь. И если я могу помочь, я помогу им, конечно же.
Башлам, а где старая гвардия, Саид Муаммад, Дучи? Дучи заходил давно, Саид Муаммад бывает чаще. Дучи не заходит, потому что его там начали упрекать. Дучи всегда говорил, да на тебе. И Маршу они начали его немножко подкалывать, ему это не понравилось. Он младший брат моего, он друг моего младшего брата, он где-то в Германии живет. И он всегда хотел, чтобы мне помогали, и он всегда писал, если донать, дадить смотри, поддерживать, дадить смотри, он как бы вот так, в такой форме всегда призывал, чтобы более активно стрим велся. Но его начали упрекать, и он перестал заходить. Давно его не было в эфире, честно сказать. Вот. Еще ситуация есть. Это Дучи германский был. Там еще несколько Дучи есть, которые у меня. Вот, ищет ситуация. Он потом был граффити, тоже говорил раньше там поддерживать. Он тоже как бы пропал. А из старой гвардии остались, но они многие поменяли название. Макар, каким был, таким и остался. Чарто тоже остался. Вот, ты остался. Еще пару человек там, может быть, остались старыми названиями. Саид заходит время от времени. Симаз, может быть, и бывает в эфире, но его уже не видно как бы под своим. Он не заходит, не показывается. А так взаимодействовать, конечно, я взаимодействую с молодыми ребятами, информацией, картой, некоторые исторические материалы, которые скидывают. Не всегда во все успеваешь лазить. Я когда занимаюсь восточным вопросом по Ауху, то есть истории нашего народа, Ауховского района, когда мы говорим, кто-то присылает из Панкиси. Говорят, о Панкиси, я там пишу. Когда там заканчивается, объясняю, что позже сразу все хотят, чтобы сразу выкладывал. С Европы начали активно ребята помогать мне картами, книгами. Имеется в виду не покупать карты, книги, а вот скидывать имеется в виду. Юи Яц. В основном у меня, конечно, они есть. Процентов 90-95 бывает, а вот редкие карты некоторые не бывают. Вот, они в библиотеках, кто-то в Германии, с Англии что-то присылает, кто-то просто тупо, если увидел в библиотеке что-нибудь там, касающееся Кавказа, нашей родины, скидывает. И мы после этого публикуем вот это. Все по мере возможности. Хоккеисты, спортсмены, когда что-то завоевывается, я тоже выкладываю. Но вы должны понимать, что не всегда везде успеваешь, Сундайранов. Шейх Мансур, хорошие люди среди всех народов бывают, Башлам, и это не может оправдать в чем-либо эту маленькую кучку. Разделять ингушей, галга на хорошие и плохие не приходится. Хорошие, плохие я не разделяю уже. Ну, я думаю, с точки зрения даже религии неправильно говорить, что 99% они все выховаться уже. Это мое личное понимание. Я не думаю, что вот прямо за 99 человек сказать я не могу из 100. Это мое. Есть ли среди них плохие и хорошие? Есть, конечно. Есть и плохие, есть и хорошие, есть. И мы пытаемся как-то с хорошими наладить отношения. Больше их будет или меньше их будет, это зависит не столько от нас. И мне без разницы, кто приходит в эфир. Любой может пройти эфир, поговорить, и с учетом того, что даже если бы на том канале он был заблокирован, они пасутся у меня, они бывают. Я принимал здесь, честно вам скажу, 50 белых, просто с белыми аватарками, 50 запросов у меня стоит здесь. Я их не принимал просто-напросто. Потому что я заходил, проверял, там фотографии 0,0000 фотографий, 001 там подписчик, или 0. Я же знаю, раз ведет человек свой блог, у него должны быть фотографии, видео, какие-нибудь, какие-то интересы. А я вижу, что люди просто зашли тупо просто троллить, материться. Это такие люди, для меня они пустые. Поэтому интересное впереди. Каждый раз говорю, это не просто так, когда вы начнете знакомиться с материалами, читайте, кто автор, смотрите, откуда информация, откуда карта. Вот. И вы должны понимать, что это же не мое, как говорится, личное желание или стремление. Нет, конечно же. Это вот такое вот понятие.
Башлам, я слышал, ты за границей под санкцией. За границей это где? За границей Чеченской Республики? Вполне возможно, Ваша. Вполне возможно. А так, удив дуцан, да, удается. Вот. Алейкум салам, рахматуллахи баракату. В прошлый раз, когда я включил эфир, вы видели, да? 60 человек. Я включил одновременно с Башлам 3 девятки и Башлам Лайф. У меня 40-50 человек, 40 человек, 50 человек стояли на лайфе, и 60 человек было на Башлам 3 девятки. Я держал вот так 2 телефона, и на разных они были, разными людьми были. Поэтому надо понимать, что стремиться, если бы все были на одном контенте, это одно дело. Адам, как бы не простудиться на похоронах врагов чеченского народа? Адам, думаю, есть хороший вариант, чтобы не простудиться. Санкции, да я кот, валлахи, шейлу агдахарцар. Валлахи, да, никогда в жизни сатига хил улкама, да, те сатигона муат, тяху шибе. Башлам, выйти бы тебе на пару раз каким-нибудь известным нашим блогерам, чтобы набрать побольше. А кого ты видишь из известных блогеров, например? Ну, например, с кем? Ты понимаешь, никто не хочет выходить в эфир по теме, которую они не знают, которую они не потянут. Понимаешь, в чем проблема? Известные наши блогеры это кто? КВНщики, бьюти-блогерши, какие-то женские майкаперы, я не знаю. Тамаев, о чем говорить с Тамаев? В принципе, я пару раз проводил насчет него эфир. 1-2 раза мне то, что не понравилось, я ему сказал. Но хочу сказать, что он не захочет со мной выйти в эфир. Почему? Объясню. Потому что Цоли Луштега это может быть хайповая тема. Может быть у него миллионные там подписчики. Но есть проблема. Эта проблема заключается в том, что по нашим традициям, по нашим адатам Цулел, что ума оно не катит. Я надеюсь, он увидит это. Я понимаю, может быть, я более традиционалист, более такой, знаешь, не такой ультра. Но я понимаю молодежь и знаю о субкультурах, обо всем достаточно знаю. Но у меня есть какие-то принципы. Со своими принципами поступать я не буду. Пускай у меня будет 26 тысяч только всегда. Я могу, да, собрать деньги и давать на гифки, вот эти гифки по 5 тысяч, по 10 тысяч, и они набегут, как это делают все. Но я этого не делаю. Если кто-то из блогеров или известных людей скажет, он рекламе, пожалуйста, но никому ничего платите, я этого делать не стану. А Тамаев, если бы у Тамаева была бы любовь к своей родине, традициям, адатам, истории, что-нибудь, он бы пришел, он прекрасно знает. Он бы пришел, бы посмотрел. Да, это не хайповая тема. Да, это вещи, за которые нужно будет здесь в дальнейшем на всю жизнь останется. А фрики и все остальные вот эти вещи, не знаю, каждому свое. Я не стал бы проситься, чтобы пойти к нему, нет. Кто-то мне говорил, Хамзат Чимаев, Хагерг, вот туда-сюда, на нем нет. То же самое. Он сагергервация, он однофамилец, как я. Это артистиру, со Бергелеру. Вот. Однофамилец, не больше, не меньше. Все. Просить его. Он цун уляву шо, и на вас, шади хаха, не знаю. Но это, знаешь, пока, как говорится, у нас гром не грянет, пока петух не клюнет бяглух. Возраст, всему свой возраст. Люди, которые стремятся к тому, что поднять любовь
к своей родине, истории, да, там есть те, которые рождаются с любовью к родине, а есть те, которые так называемые космополиты. Являюсь ли я космополитом? Нет. 20 лет назад невозможно было представить, что так заговорят наши пастухи силой. И вообще, вполне вот, пошел. Ты Тамаев? Нет, я не Тамаев, я Чимаев. Я не Тамаев, я Чимаев. Вот. Чего? Профилактические работы, то нейро, да, официально. Сумте хатим профилактически было. Вот. Что моя штука, что нужны. Но ничего не смотрю. $999 и доходили до 10 тысяч рублей. Вот, несмотря на это. Но, вы же, ребят, было, что у нас ну, чуть-чуть, сейчас время 15 минут третьего. Не знаю, как в Америке, в Канаде и в Европе, наверное, чуть меньше. Если я вас ночью как-то отвлекаю, не даю вам спать, я прошу вас прощения, но это не от меня столько зависит. Я просто-напросто, многие еще в понедельник просили сделать эфир, вторник просили. Но я, чтобы вы так отдыхали, среда, пятница, суббота, воскресенье, уж по мере возможности я не знаю, сколько эта возможность у нас продлится. Вот, за счет, как бы, техника, сколько меня не будет подводить. И я постараюсь сделать все, что можно. Когда перестанет работать техника, вы поймете, что перестало. В Бельгии 1 час. Так вот. Башлан, как ты оцениваешь роль чеченских исторических групп, в частности, в Фейсбуке и в отстаивании правды, честности, достойности? Группы в Инстаграм и в Фейсбуке, я считаю, что выкладываются. Очень хорошо выкладываются. Потому что эти группы ведут не столько сами историки, имеющие там, ну, они реально пытаются доказать что-то. Огромное спасибо особенно тем, кто умеет редактировать и смотрит, что он пишет. То есть вот эти общие фразы типа вейнахские, там, чеченские и так далее и тому подобное. Тот, кто корректирует, указывает. Уже 2 года, как официально на уровне Академии наук принято решение писать не чеченские, а писать именно нахчийские. Нахчийский через О имеется в виду. Исторически это будет через А. Вот, работают ребята, очень хорошо работают. Семимильными шагами идут. Многие ребята, такие как Туантра Мухаммад, который подключался к нам в эфир, и в Фейсбуке очень есть сильные бойцы, которые ведут бои, и причем ожесточенные бои ведут по разоблачению, то есть не щадят вообще.
Им огромное спасибо. Я считаю, что так и должно быть. Иначе никак нельзя. Я считаю, что это вот именно исторический Facebook, исторические паблики. Без всякого там мата, вот этих вот бескультурщины, они ведут достойно себя. Да, было раньше чуть больше. Я знаю, было больше. Было где-то от 10 почти до 15 доходили пабликов разных. Многие разорились. То есть это сложно вести. Телефон должен быть всегда работать. Всегда нужно проверять, что пишут, очищать, редактировать, ложь, если убирать, искать все время все новое и новое. Нужно нечто эксклюзивное искать нужно, чтобы публиковать интересное. Это не так просто. Многие просто-напросто разорялись. Накрывается телефон, ты же не будешь сидеть и говорить там, давайте соберемся, это соберем то, все. Там, не получается это. Это не стрим, который в Ютубе сидят там через компьютер, через камеру. Нет, это телефон. Телефон совсем другое предназначение. Башлам, сейчас перепись населения, как думаешь, нам Карабулаке писать или Орсху? Как правильно? Но если вы предпочитаете быть кумыкским обществом, пишите Карабулаки. Вот, потому что они дали это название. Что касается Орского, я не знаю, если я не ошибаюсь, если там пишут Руслан отправил донат, и Руслан YouTube один. Башлам, не сдерживай себя. Пытаюсь не сдерживать. Да, оставил донат полностью на Я считаю как. Если там написано, что нужно записать нацию, пишите нацию. Я бы записал Нохчи. Я боюсь, что если будут записывать другую национальность, в дальнейшем отношения будут такими же. Исторически, научно доказано, что уарство – это часть чеченского Нохчи народа. Это мое личное мнение, и я об этом говорю. Если достойно, как всегда проходили наши братья, вместе с нами будут, это будет до конца вместе идти. И дальше будет все проще намного. Если будут пытаться отделиться, кто от этого больше потеряет? Я думаю, прекрасно знаете. Нохчи Урбац, Урбац, не от своего исторического наследия. Потом, просто я боюсь, может быть поздно. Потом будут вот эти разговоры, мы не знали, нас обманули, нет. Это не отмазка. Не отмазка то, что якобы там Нохчи, это Нохчи Махуа. Это отмазка тупая, безграмотная отмазка. Я никогда в жизни не соглашусь, никогда не соглашусь. Нет, Маша, Фартанг, смотри, по переписи по 1889 год была перепись. Я тебе скажу, многие жители, проживающие в Верховье, в Фартанге, и даже Карабулаки, которые проживали, они писали чеченцы. Сегодня можно написать там, я не знаю, что там будут спрашивать, как вам можно писать. Ты можешь написать все, что угодно. Но люди же ведь не глупые. Завтра, послезавтра вырастет поколение, которое залезет в интернет, начнет искать, будет проверять. Если твой народ был создан 1850
9 году или в 1869 году, в 60-м, 1800, то тогда о какой автохтонности мы можем говорить? То есть ты можешь сказать, да, Ар-Иштар, Вуштар, Э2. Но это будет фиаско, потому что народа этого в глубокой древности не было как таковой. Образованных людей, конечно, не так много, имеется в виду, которые будут искать по специальности, по тому, как исторически, как кто это был. Вот. А так, решать вам, пишите, что хотите. Но я просто боюсь, что ответ будет иной. В этом Нокчичона самому что мы от этого ничего не потеряем. Нокчи духа насильно никого не призываем. А вола вас ахил боштег вас Нокчичон, нокчи был. Имеется в виду. У нас есть нокчи варской, и мы это знаем. Единый народ, неделимый народ, да, Аллах. Хотите быть с нами, быть со своим народом, вы будете. Если нет, тогда что поделаешь? Я боюсь, что это будет немножко неправильно. Почему? Потому что Мадардич Сун Сайхамебия Дезас Сахамнушбу Варствой бу Мелхебу Ирвай бу Цуантрой бу Нокчебук, короче говоря. А сакома оцеге, сакома курален так аслушуге, вешеруйте шун, я нокчекоман. Это массома жертву. А так, если там записано, к какому тейпу вы относитесь, я бы сказал, я отношусь к такому-то тейпу. А нации такой де юре и де факто никогда не было, сейчас появится сюда. Я уверен, что будут те люди, которые говорят такое. Но они будут смешить людей, только тех. Как написал Бирже в своей книге, еще в 1859 году, он же говорит, мы их всех называем там по названию от которого они произошли. Абарицу там, Цяздаеши. Русские знают, грузины знают, все знают, как звали, вот, и кого звали. Только мы сами называем себя по-разному. Как говорится, Хутань, твое право. Пиши, что хочешь. Но мы, как читали, так и будем читать. Свой народ одним единым целым. Самое интересное, знаете что? Я надеюсь, что в судный день по этому вопросу меня в качестве свидетеля позовут, и то, что я скажу, я знаю. Раствешал еду, что я всех призывал быть единым народом. Вот. Ну, кто-то даже 25 рублей задонатил. Какие-то сегодня донаты рублевые, 25-рублевые. Издеваетесь как можете, да? Умадается на мечтаризм. Освободился.
Я судный день буду говорить, эла, тот самот бючдер, тот садайш боршдер, тот сабух боршдер, أما شيخ ويحسن يا الله خير تخبرت سخلير تحسق عنده الأستيوش ديدو договора Мошенло Агдиек. Я, конечно, не говорю, что у нас общий отец, имеется в виду там в первом, сразу там второй, третий отец Ахова, нет. Но прошлое нам говорит о том, что наши предки буквально 200, 300, 400 лет, 500, 600 лет тому назад одни предки. Цадаишхуловой. А сегодня маломальский тейп или вайр начинает говорить отдельно, да, там из-за того, что там, может быть, в чем-то не согласен с политикой, в чем-то там не согласен исторически. Ну, исторически не согласен, понятное дело, это для чего делалось. Ой, диархам. Я за что? Ну, ингуши, у ингушей, что они отдельно пишут, Моше, ну, ингуши, не заставляй меня говорить об исторических процессах. Сами российские генералы, российское руководство того времени рассказывают, как они стравливали, как все это делалось, для чего это делалось. Они пошли на поводу этого. Уарспай в то время не пошли на поводу и остались в Ямамате Шамиля. Имеется в виду вместе со своими братьями. Имамат, конечно, не то место, которым можно было бы сейчас там говорить отдельно, но они в истории не остались одним из обществ, который был, там, как говорится, поставили, перешли. Несмотря на то, что они были не согласны с политикой Шамиля, допустим, те же Хильдеяровой, они были не согласны с политикой Шамиля. Были. Гухуай. Были они не согласны с политикой? Были. Майстуай. Бишни. Многие были не согласны с политикой Шамиля. И Тумкалинские, я говорю. Но они не перешли на сторону царя, не перешли на сторону другого. Я говорю именно о Кавказской войне. Вот. И в истории они не остались такими, как оставивший свой народ. И Уарсквай не оставили свой народ. Не откололись, не сказали, что отдельно бушон, что отдельно будь, что отдельно бумаца на царя. Они были, как были, так и остались со своим народом. Остаться дальше. Если сегодня делятся, начнут писать, ну, благо мы будем знать. А так пока потенциально очень нахоша волрвать, век дать ветервать. Им хасу. Цахач дигдер, дигдер. Я никогда не пойму и никогда не понимал, даже если бы мой дедушка, садеда Дина, алейкум ассалам, садеда Дина уж, цу, лично сюг, вахай, ой, эксба твой, ой, гунядин, древний викинг шахадил ду, ой, тигр хадил ду бошук, амел диня хак даже. Я бы послушал, промолчал, но никогда в жизни бы от своего народа не отказался. Мой народ, новчий народ. Вот. Тысячи моих предков и ваших предков полегли здесь. Полегли здесь. Цаабуш. Сегодня из-за собственных амбиций, географического расположения, причем географическое расположение, это даже немножко неправильно. Нас настолько сильно
последние годы разъединили, что мы на переписях даже думаем, что же записать, кем быть. Когда это все аукнется, когда это все станет понятно, время покажет. А так дробитесь, делитесь, посмотрите, до чего это доведет. Даст ли возможность. Многие думают, если они напишут отдельно свой тейп или свое общество отдельно, они думают, что им дадут провозгласить республику и так далее и тому подобное. Но это ошибочное понимание. Это ошибочное. По крайней мере, никто. Придут сюда турки, они воспользуются, подождут, пока друг друга поубивают. Сильных, патриотичных, чтобы уничтожили. Потом останутся шныри, которые будут готовы им прислуживать. Без разницы, будь то тюрки, будь то персы, без разницы. Милла вала бахас. Вот. И когда уничтожат своих, они на этой основе поставят своих кого-нибудь. Шайник хватаусру. Если вы думаете, что тюрки, что вы думаете? У них своя политика, у персов своя политика, у англичан своя политика. И по мне, если завтра, послезавтра или через 100 лет в Казахстане, вот прошло сколько? В 44-м нас депортировали, почти что сколько? 60-70 лет, да? 80 лет, которые проживают там, в Казахстане. И если бы оттуда в ногти начали бы говорить, мы казахи, у нас 2-3 поколения здесь выросло, или 4 поколения выросло. Для меня это потеря, да, потеря. Вот. А хорошо ли, плохо ли это? Плохо. Согласен ли я с этим? Нет, не согласен. То же самое. Самуа, цалам, шадик, цадой. Ну, мы пытаемся разделиться. Делитесь. Тех, которые не разделятся, будет больше. Те, которые не разделятся, будут сильнее. По крайней мере, история так показывает. Сюли тотально объединяются. Именно сюли объединяются тотально. Это однозначно. Вот это хурда-бурда есть только среди ногчи и среди теми, кто был раньше из нашего народа. Дир да луж, вечно разделиться лучше. И дохода. О единстве никто не говорит. А если и говорят, начинают, давайте лучше будем войнахами, давайте будем лучше вот этими. Нет уже ничего вариться в том, что мы войнахи. И так далее и тому подобное. Да, может быть и не было бы в этом ничего плохого. Да вот только возьмем мы это название, мы сразу станем каким-то народцем, который буквально в начале до начала 20 века нигде никто никем не упоминался. Я понимаю, почему это делалось в советское время. Это целенаправленно делалось, чтобы нашу старую историю, древнюю историю загубить. Вот. А сейчас зачем это делают? Сейчас мы это делаем ради потехи каких-то определенных элементов, которые не хотят быть ни теми, ни другими. Аллаху алям. Аллах знает лучше. Или а'ламбари. Башлам, никогда не видел ни одного человека, который отказывался от своей национальности. Я видел. Не знаю, современные... обычно очень обиженные делают так. Не знаю, современные историки, когда пишут о них, упоминают там. Это уже своя тема. Своя тема. Ладно, задавайте вопрос. Давайте задавайте вопрос, если у вас есть. Я отвечу, если нет, уже потихоньку выйду, чтобы вы могли лечь, поспать. Я как этот буду дальше читать свои, писать. В эфире мы с 11 часов, 11, 12, час, 2, 4 часа без малого в эфире мы.
благодаря некоторым активным нашим братьям и сестрам. Что? Некоторые говорят, давайте в течение часа все закончим. Сан сахтаяш башлам, чтобы смотреть было эфир проще. Шудукдаеш. Сан сахтаяш, разогнаться, да, вот чуца, то заходит, то выходит, поэтому вот лайки это хорошо. Башлам, кто разумен, тот понимает, что все наши. Еще раз, мы не будем никого призывать, Халид, но есть те ночи, которые ради идеи, ради, в первую очередь, Всевышнего Аллаха, второе, ради своей Родины, готовы отдать жизнь, помогать, делать все, что угодно. Ради своего. Такие люди будут признавать только своих. Тот, кто будет пытаться отделяться, ну, что скажешь? Давай, кому ты хотел, кого ты призывал, давай иди с ним. Вот. И алхиртсу. А так... Что у них в роликах говорят и что они пишут в комментариях, лучше не рассказывайте мне. Уж кто-кто, а я знаю прекрасно, о чем они говорят. Что пишут. У меня столько этого добра. Разница, что Сюля не лучше. Сюля не лучше, который пишет комментаторы. Поэтому по мне, что Сюлей, что это, все на одно лицо. Все, кто нас не любит, все, кто нас пытается задеть, обидеть. Ну, имеется в виду не задеть, обидеть в плане там, а в плане оскорбить именно. В исторических процессах. Что-то я очень сильно сомневаюсь, что вот этот коктейль был без сахара. Написано без сахара, но вообще какой-то сахар был. Вот тебе и раз. Сейчас. Где это там? Плачущий Мансур. Мансур его звали, который рассказывал, что я якобы... Что у меня там? Если что, Мансур, я тебя накормлю, напою, мясом накормлю, натуральным этим коктейлем, хлеб дам тебе поесть, сухарики повешу на шею. Если что, приезжай. Я тебя нарнейца. Даже бить не буду. Бублики на шею повешаю, накормлю там. Еще у меня есть в холодильнике немножко копченый курдюк. С красным перцем. Халды. Меркель штаберкинеза. Вот так с двумя нитками провяжу, чтобы у тебя запах был такой хороший, острый, чесночный. По губам помажу, говорит. Раньше бояре так делали. Длинную бороду оставляли, и по этой бороде можно было понять, боярин богатый или нет. Бояре, я имею в виду историю России, чтобы ты знал, у нас бояр-то нет, не знаю, может у вас были. У них, когда по бороде, если ты смотрел, борода жирная, такая спереди, тогда это обозначало, что это хороший, богатый боярин, потому что мог себе позволить поесть все, что угодно. Я точно так же тебе курдюком намажу, накормлю, мясцом, хлебом. Чего ты говоришь, что у меня там нету? Кофе даже еще напою, коктейльчиком. Потом привяжу вот этот курдюк, вот, и отправлю тебя домой. Этот амбал тебя избивать не будет. Так, сервант йолшуя, сервант чуили ешегери. Джеки бо, саумерк, саудуатта ворса чодик. Соша Москва даваншхайн дуинда шаца Джеки валост ору элла орхшодолш. Хавору алерцу сервант чудил. Но это было 3 года тому назад. Привет. 3 года он до сих пор приводит мне Джеки. Джеки так и не доехал. Друг в Москве построил целую ветку метро. Вернулся сейчас уже там ездит там на американских машинах. Крутой весь. И до сих пор Джеки никак не может меня привезти. Ишт буквой. Цат был, выжри. А ведь предки их были еще теми, знаете, до того борщ
Харачу хилацер предкш. Яр харачу са. Опасно харачу. Башлам, ты слишком много внимания уделяешь хейтерам. Не обращай внимания на этих ублюдков. О май гадабл. Согласен, братишка, согласен. Ну, это на ублюдки я все-таки... Нет, на хейтеров я внимание... Я почему? Потому что мне смешно. Мне реально смешно, потому что есть люди, которые реально им верят. Реально верят. А вы ошибче больно. Бурюга дачугуну моста, вы мои. Мы-то знаем, как таких утырков сажать. Маалбая, эльдац, хаволчи, атвалар, макуерсо, хаволчи, уатту, макуерсо. Закейтерсо, альшуна, и надо. Они хотят верить. Они мечтают, да, они мечтают. У меня только одна проблема, по сути. Знаете, какая? Мне бы вот скинуть килограммов 10, вот. Хороший вес скинуть. За другое я вообще не переживаю. Хида, вы вообще переживаю сейчас. Даже вы гацахумца, хули вы переживаю сейчас. Книги есть, читать можно. Интернет есть, узнавать в мире можно все. А еда, одежда и все остальное, это настолько вещи. Жалко, что Чеченко нету, но это настолько вещи с точки зрения философии. Этот материальный мир не стоит того. Цадерова переживать. Дед твой истории, географии, этнографии. Ой, это он обвал бирбу. У меня немножко ситуация-то. Могстахлан, это он оттацаюился. Могстахлан был худом, мне удалили желчь, поэтому немножко сложновато с этой темой. Камни удалили желчью, поэтому мне и есть-то нельзя все. Поспорили с Зелемом, если я за 2 месяца скину 10 килограммов, дает 50 тысяч. Не то даю я. Так найти никто не удалил. Да, YouTube так делал. Кенты Samsung зарядник. Я отсюда, Samsung, я отсюда. У меня один зарядник. И все. Пусть мечтают все остальные только. Местах того, кто мечтает, он очень тяжелый боец. Хорошо, что нам не об этом чужих территориях. Да. Что ж, да, братишка. Тебе мотивация плюс хорошая тема, но опасная. Не скинешь 10 килограммов, заплатить ты должен. Интересный спор, конечно. Никто не удалил ваше сообщение. Дикненько додал. Все будет, нас не будет. Башлам, 13-й мухил. Дейл 2 яйца, 13-й. 13-й яйц, 12-й яйц. Ой, Гарик. Ела حالي. Нас ювельдер. Воша. Хасан возможность. Моя точно. Это ты можешь себе там iPhone 13 брать и так далее. Очень 13 яц. Не знаю, что прибедняться дешево к хрулу ободик дичь. Я мяц.
Так что, братишка, 13 у нас нету. Хельч дикам дорбали глич. Многое бы стало бы намного проще. Через каждые полчаса заряжать и заряжаться телефон. Что 13 нету. Но зельми хрен 13. Да, я уверен, что и у тебя уже он есть. Ой, гаяц. Гуно. Ни 12, ни 13, ни 10, ни 11 бахцелизер. 8 плюс есть, плюс и... Ты еще платишь. И гёльше, и очень пачахна, ясно. Мне все равно, если брать, невыгодно. Потому что мне нужно максимальное количество памяти. Память тупцахоли. Бесполезно даже любой iPhone брать. Чем больше памяти, тем лучше. Потому что у меня почти что 5000 видеороликов. Где-то 8000 фотографий, карты, документы. А это все не сохранишь на этот не поможет. Гуно, ты сейчас издеваешься надо мной, да, брат? От этой лаяд. Бери 12 Pro Max зарядкой лая. Садоги этого шухо. Я бы взял. Купи, продам, не ICO. Что лучше? Если бы можно было просто брать, я бы сказал, можно я возьму и взял бы, тогда это одно дело. А пока зарядки не будет из бункера, не вылази без зарядки поиграть. Пройдет время всему. Придет время всему. О, брат Гуно. И бож. Почти 40 шухачей войну уже. Умдас, альхамдуллах. Даже с такими своими ограниченными возможностями мы делаем и будем делать все. Много, даже те многие, которые не смогут сделать со своими UHD камерами. Ама ошибешься, Кюбаныч. В этом году никуда не поехал. В прошлом году тоже никуда не поехал. Я вообще ни на море никуда. В последние, наверное, лет 5 никуда не ездил. Жестко, как я не знаю. Но ничего, осталось немного до моего дня рождения. Думаю, что после этого нужно поменять в своей жизни что-то. Надо изменить. Цахейца. Надеяться, цадикхельдер бошка и дать свой. Я думаю, что это тормоз творивой. Когда дек бухлу, Аллах дальше дек хушеру. Снаться да кауши хейца ситуация. Думаю, что не получится по-другому. Ладно, выжили. Дикдун. Осталось 9 минут до конца эфира. Пофилософствовали, поговорили об истории. Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Я все равно спать-то, конечно, я не собираюсь, но людям нужно отдохнуть, людям нужно дать поспать. Ашлам, надоела грустная жизнь, аля Москва, давай вообще. Москва, давай, шудисту туда вас. В Москве жизнь очень дорогая. Бог ветряет шуматься после. Милх бол бийца. Her бол эй. Ер бол хой моц битер бухаем макар. Наверное, тогда, когда я почувствую, что здесь мы больше не нужны. Валикум салам. А такого времени я пока не вижу.
Swodin Melo say, Coleman say, Vizrishna, Shadik Diknik say, Gerdalit Ajaruso. Если я взял Сайдук Таляхти, а Сайдук до конца доходу, Дик Чумантя, Борт Халанца. Так что пока я не вижу просвета, мой язык бедац, я вижу тех, кто любит свою историю, свои традиции и так далее. Нас не так много получается, к сожалению. Другим важно утиные губки, накачанные бицухи, утюжком выглаженная борода. Вот, поэтому, когда они все очнутся, поймут, что важнее наша Родина, наш народ, тогда, может, и оставим. Нет, многое поменять в жизни, пересмотреть приоритеты. Какие-то вещи, конечно, поменяю. Так, блогер Хрувахти после дня рождения, не знаю. Посмотрим. Может Хрувахти. Осталось немножко. Сколько там до января осталось? Ноябрь, декабрь, январь. 3 месяца. После 3 месяцев что-то нужно менять, ибо осталось жить совсем недолго, как говорится. Хотя хорошо, Аллах дали бивать, Ладно, многие. Я хотел как-то подвести. Опять вы затянули меня в философию. Мы не об этом. Декрик хриду, иншалла. Шадик декрик хриду. Масайна дейрес хрил. Особенная благодарность, огромная благодарность всем моим братьям, сестрам, всем, кто сегодня был в эфире до 3 часов утра вместе. Европа, Америка, Канада, где бы ни проживали, Аллах, да, Дух, да, душу. Огромное спасибо всем моим братьям, сестрам, кто пытался, кто не только словом, делом помогает мне, кто книгами, кто картами, кто там донатит по мере возможности. Шуна Аллах да саю будиснек изашка солдакил. Я Аллах да шей оман мелдештек изашка солдакил шун. Шудик на хат шудик шучур маходил гягер не хат массер. Дал мокшвачун дал маршал дал цоншвачун. Да ишна ной мокшмеш дах дал. YouTube чур вежри шуна ижри масан дерес хил. Всем, кто, несмотря, если сюда даже эфире Аллаха, есть, я знаю некоторые братья, которые днем просматривают, пересматривают видео и пытаются как-то помочь Шунамасан Дерес Хил. Всем без исключения. Если сюгер хал хитар, шуно хитар дяня, Аллах дюхшик сун $1 доллар, а сегер еле лидер вон $1 доллар дюхшик, шум хал хитит, но хитит, анна ден. غير شو عترشون سو سي أغورا ما ينقشي قومنا пойден خلت бусулна пойден خلت лишу. Так, если что хотите спросить, пишите в директ. Я не отвечу, не оставляю ни одно сообщение. Что-то интересное отправляйте, тоже постараемся. Мы пойден опубликовать. А так, с вами был ваш брат Башлам с канала Башлам 39. Не забывайте. Обязательно лайкайте, оставляйте 1-2 комментария, по 2 буквы, по 3 буквы. Разницы нашу не надо, тексты обязательно, чтобы вывести наши ролики в топы. Копируйте, отправляйте в разных социальных сетях, приглашайте нам больше подписчиков. Это нам необходимо, это нам важно. А иначе нашу историю мы не имеем права оставлять ни ауховцев, ни кистинцев, ни европейских ногчей, ни казахстанских, а уж тем более каких-либо других представителей нашего народа. Мы с вами, очень надеюсь, если не будет проблем, увидимся в пятницу. В пятницу постараюсь чуть раньше, в 10 часов, тоже на этом канале. Так что всем сообщите, объясните, что Башлам.39 Live это другой канал. Это не тот же канал, как Башлам 39. Там я выкладываю наши материалы по работе. То есть истории, там, ролики, видео. Здесь я веду только прямые эфиры. Здесь вы видели, наверное, подряд в основном только наши
логотипы и наши видео. Поэтому сюда нужно отправлять запрос на подписку. И здесь я принимаю. Если приму, значит вы увидите эфиры. Если не приму, то не увидите. Не забудьте распространить, раскинуть. Всем огромное спасибо. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Assalamu alaikum va rahmatullahi va barakatuh. Yılbaşlarım Cuma'ya ve translyatsiya YouTube Yol İbrahim Vaşbrat. Dalda Aybertki Yol